в аренду. Да. Но вроде уже это срок действия, срок закончился, ты же знаешь, да? Срок закончился, Да, буквально, я тебе сейчас скажу. в прошлом году, кажется, закончился. Да. Да, закончился. Дело в том, что когда Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер, где-то за года 2 до ее смерти я смотрел ее выступление, когда она предъявляла Путину и говорила: вот это у нас есть вся документация, все договоры есть о том, чтобы вернуть Кавказ, как полагается, в аренду. Да. И да, Англия почему Но я думаю, что это время уже, к сожалению, они немножко англосаксы упустили. Но никто не знает, что будет в будущем. Но... Спокойно будет что Англия почему, потом турки почему, да, когда Англия того. Шей больше атарыш вы ададетен. Дело в том, что я буквально полгода назад смотрел одну там передачу английскую, где они непосредственно с Турцией, именно с Турцией сделали альянс. Не с кем-либо другой страной. Именно по военной стратегии. Да, я слышал такое. Вот. И видишь, уже потихоньку, как бы, возможно, такой, как бы, идет к тому. Ну, это, как говорится, мировые заговоры оставим, спустимся на нашу грешную землю, Амад. Я, честно сказать тебе, по поводу вот данного вопроса, касаемо генетики, ДНК проектов, хотел сказать лишь о том, что, к сожалению, когда порой мы пытаемся чем больше отмежеваться, тем больше, то есть показать себя лучше, я вот, когда пошел первый вот этот процесс, она закинул, я, честно, и не думал. Ну, Клесов уже несколько раз выступал, думаю, Клесов и Клесов. Но после того, когда начали скидывать, что якобы Рамзану вот, продали, якобы Клесов, Гагиев написал, он под своим именем пишет, ты видел, нет, не знаю, вот этот скрин, он пишет, что не видел. Клесов за 10 миллионов долларов якобы Рамзану, вот теперь подмазывая, сделал этот проект. Во-первых, это оскорбление, в первую очередь, потому что он обвиняет людей в том, что это взятка, это просто так, он говорит, есть видео. Я так и написал, есть видео, предоставь, что вот этот проект, вот этот... Предоставь, потому что, если бы он сказал бы, там, руководство соседнего региона, это можно было бы более утрированно. Он говорил конкретно, что Клесов предлагал, там, Кадырову за 10 миллионов долларов этот проект. Во-первых, я больше чем уверен, что Кадыров даже о Клесовом знать не знает. Честно скажу. Да, ему не до этого. Вот. А то, что купили, если он вот сейчас пойдет тема, если он не ответит за свои слова, ему тогда уже получается там и Танзила, и остальные. То есть элита оппозиции, так называемой оппозиции, которая в соседнем регионе. Снова же, я могу понять, если бы там осуждали, если бы говорили, сказали бы, это всего лишь там наука, можно верить, может нет, отмазались, понятно. Но такие глупые, во-первых, я бы никогда в жизни, даже за любой проект, являясь чеченцем, никогда в жизни никому не дал, потому что я в себе уверен в том, что мне зачем Клесову платить 10 миллионов долларов за то, что он даст интервью и скажет, что мы там такие. Весь мир и так прекрасно знает, кто мы такие, кто остальные такие. Этот Кавказ уже, это не 18 век, не 17 век, его изучили вдоль и поперек. ДНК-проекты, все наши, чеченские, не знаю, ингушские, они сдаются не в России даже, они сдаются, ты знаешь, не знаю, в Норвегии, там, Дании, в Скандинавии. Дания, Бельгия. Да, вот сдаются в тех странах, то есть независимые третьи страны, там абсолютно никакой выгоды им, там, можно было сказать, а эти принимают, делают свои тесты, выкладывают, причем это в мировую сеть выкладывается, ни для кого не секрет. А мы вот на ровном месте начали, когда ты начинаешь результат бывает таким. Я еще раз повторяюсь, людям, которые говорили, что 88%, даже со всем моим уважением к братьям
соседям ингушам 500 тысяч, взять из них 88%, даже грубо говоря, если они говорят по статистике. Хотя Клесов говорит, из 1000 чеченцев сделана выборка, и из 300 ингушей сделана выборка. Из 1,5 миллиона чеченцев, по официальным данным, если было взято 1,5 миллиона чеченцев, из них взять 57%, это 1 миллион 100 тысяч чисто J2 только. 1 миллион 100 тысяч, 50 тысяч, я могу там ошибаться, но с лишним. Это как минимум 2 республики Ингушетии со всем населением. И когда начинают говорить о том, что только что ищнич бибас, любой даже имеющий маломальское математическое образование должен знать, миллион человек, чисто J2, это и так немало. А что мы делаем? Здесь, по численности здесь не идет речь по численности. От того, что численность не говорит о том, что численность, допустим, 1 200 000 там, или 500 тысяч с ними равняться. Здесь не идет она по численности. Здесь просто идет по... количеству ДНК, кто сдал ДНК. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Нет, ну они пропорционально берут по количеству человек, имеется в виду процентное соотношение, из тех, кто сдал Мабайца, из тех, кто сдал. Я еще раз говорю, я проводил просто-напросто, вышел, когда эта тема еще 2 года тому назад началась, я вышел и спросил, просто по городу, когда ходил, спросил 100 человек, кто сдал ДНК-тест. Из 100 человек сдал только 1 человек, который я встретился, с которым я разговаривал. И то уверен, он просто это сказал, чтобы не выглядеть передо мной как-то неуважительно. То есть чеченцы, может быть, и процентов 80-70 еще и не сдали их даже и сюда дальше. Но речь не об этом даже. Выкладываешь, выложили ДНК, нужно было вроде бы на этой вещи угомониться, устаканиться и остановиться. Но нет, вместо этого мы получаем, точнее, разговоры о том, что заплатили, и теперь нужно доказывать, или же доказывать нужно, или же прийти к какому-то общему. Но я вижу только один слив и негатив, поэтому сегодня попросили поговорить об этом, именно провести эфир со всеми, кто хочет, знающий, там, хочет зайти, поговорить. Амад, я просто-напросто разногласия еще шум ситуации, чтобы ты понимал, в этой области мы не переходим на национальность, у меня никогда не было такой привычки, но я выгораживать не буду. До тех пор, пока не высказались те же совет старейшин, я всегда говорил там об одном-двум, там, Узуртанов, Кадзоев, там, вот эти главные интриганы, которые были, я их называл. Ну, когда тебе, извини меня, 900 страниц, Аян, Уайлен, там, Матиева, Анжела, там, судья, там, муфтия, все приходят и говорят, это вот от всего ингушского народа, и причем они говорят, мы отправляем это официально вот чеченской стороне, пускай проверят, чем согласятся, нет. Я его начал читать. Кстати, про ДНК там тоже очень много есть. И по ДНК они говорят, что Уарство, Эхты, Мелхи, все они ингуши бахцар. То есть они однозначно, кластер этот, говорит, только наш, и никак иначе, и просто по соседству Халарби, Нохчишсани, не сильно с ними взаимодействуют. Ну, это понятное дело, что это чушь собачья. Ну, я не в прямом смысле, не цитирую именно, но прямой смысл был такой. Начиная от того, что у нас с тобой оказываются разные черепа, ты Богатырев, у тебя 81,9 сантиметров череп, а я Нохчи, у меня 84. Понимаешь? И у меня на 3 сантиметра башка больше, чем твоя, и это дает повод говорить, что мы с тобой не друг другу не родственные и не близкие, и оказываются совсем не такие, как есть. Но если таких людей, Амад, не разоблачать, вот то, что ты говоришь, люди-то и так начали, и когда начинают мне говорить, вот вы, чеченцы, против войнахов, туда-сюда. Нет, чеченцы не против войнахов, во-первых. Во-вторых, в Чечне как минимум 5 или 6 компаний, разных, начиная от авиа, заканчивая танцевальным ансамблем, есть связано с этим словом что-то. Когда те люди, которые говорят это, не могут назвать ни одного подобного и ничего. И да, кстати, я хочу, чтобы ты знал, Амад, первый человек, который начал атаку на слово или термин «война», был Идрис Базоркин.
чтобы ты знал, в своей книге 1978 года, где он говорит, что слово «война» убивает национальное самосознание ингушей и чеченцев. Не чеченцы это начали, не поднимали. То есть у него книга, я эти скрины выложил, показал это. То есть слова куда? И эти дешуа, шамелдик до галга очер, гала да вакцу, ногчу очер, ногчу да вакцу, и получается, короче, ни туда, ни сюда, ни слова. Поэтому, получается, разные люди. Да, поэтому с этими претензиями по слову там появления там, и да, много скринов уже и комментариев, и причем с официальных лиц. Есть люди, которые говорят, на самом деле слово «войнах» это не чеченцам и не имеет никакого отношения, поскольку это чисто ингушское слово «вейнах». Причем это говорят не простые там пацаны со двора, а говорят взрослые, образованные люди, которые говорят, это чисто ингушское слово «вейнах». Слово Нет, есть. насколько я знаю, не «вейнах», а «войнах». Не, они говорят нет. Вот ты чеченец, получается. Если ты говоришь через «а», то ты, говорит, уже заразившийся чеченством, ты уже в войнах, а правильно нужно говорить «вей», через «е» надо говорить. И два слова «вейнах» и «штхалди», чтобы. Поэтому эти вещи, за которые мы хватаемся, они не с потолка появляются, нам дают пищу для размышления, говорят, вот мы говорим, используйте это. И мы используем это. Поэтому я всегда говорю не «вейна», а «война». Да, наши люди, согласен. Слово «вейна» – это другой разговор. «Война» – это уже идет целое, одно целое. Богатырев, это же Богатырев, вы к какому типу относитесь? Никакому. Это от нас произошло 27 ответвлений. Так ты же арстхоевец, получается? Нет. Нет? Нет. Богатырев. Все, вспомнил. Да, я путаю с этим, с Боковым перепутал. Все, да, Боковым перепутал. Да, есть. У нас непосредственно идет Эги Калец. Это рус. Все, как-то. Ищет ситуацию, он Амадулайщина. Так, я свою точку зрения, ты понял, что мы не говорим о нормальных старейшинах, а говорили непосредственно тех людях, которые... А есть многие те ребята, которые в то время кайфовали, будем говорить, кайфарики, да, там, может, да. Сейчас они уже стали стариками, у них мысль другая, понимаешь, уже по-другому мыслят. Ну, чисто же это. Алхал, кайфарик, слушаешь. Одним словом, будем говорить, как есть. Если они раньше кайфарики были, сейчас они там, они смотрят, они аксакалы старые. Ну да. И что, ну. Make sure, Амад, если у тебя есть вопросы, я отвечу. Вот здесь еще 2 человека запрос направлено. Проблем, я спрашиваю. Если что, связь, он однозначно. Салам алейкум. Валейкум салам. Так, давайте отвечу сейчас на вопрос. Башлам, о каком братстве идет речь, когда вы вчера прочертили границу, угрожали нам убийством? Во-первых, никогда в жизни убийством никто не угрожал. Это ты сейчас гонишь. Ну, ты, по сути, любишь гнать, походу. Это раз. Во-вторых, граница, к сожалению, граница должна быть. Теперь должна быть. Потому что, когда не было границы, появились много новых сел, появились много того, чего не должно было быть, поэтому граница должна быть. Никто не угрожал. Я конкретно говорил, если не угомонятся, если не устаканятся люди, каждый имеет, это гражданское общество, это желание людей, каждый имеет право высказать свое мнение. Вы высказываете мнение вот по докладу, допустим, или вы высказываете мнение, что вы более там такие, вот другие, тогда, если мы разные, а мы уже разные, почему? Потому что уже, разошлись 28 лет. Теперь дальше уже будем жить так, как живем. Я так и не догнал, кем был гость. Гость был представителем Зубамуба, он грозненский голова, который проживал, он за позицию войнарства и так далее и тому подобное. Мы говорили не об этом, но о ДНК и вот об этих вещах мы говорили.
дальше задавать его. Граница определена правильно, и в 1924 году на территории не было в составе Ингушетии. Джамалайл Хамхоев показал карты, которые ему передал депутат Верховного Совета. Ну, что границы расчерчены правильно, мы знаем, а алейкум салам, не об этом речь принято, но на это вы же тоже говорите. Ассалам алейкум, башлам бейной гергер дуиц хатайп. Бейной гергер дудер, бейной гергер watch тайп не ждет мадат. Депутаты Верховного Совета просили определить границы по 1000 об этом говорили депутаты и депутаты Ингушетии. Да, об этом был митинг в 91-92 году, 1992 башен, в 91-92 году. Есть документы, есть видеоматериалы, где выступают люди на митинге. Мы хотим разграничения границы по 1934 году. По 1934 году. Вне всякого сомнения. Показал там Джамлайл Хамхоев или не показал, это суть не меняет. Это давно уже определено, и мы знаем это. Мы об этом говорим уже последние 3 года, но видать, не все об этом слышат и любят по докладу снова и снова мутить. Делаешь. Так, что значит нет тейпа? Уфеймач о агрессию. Укч. Вчера было чуть тише. Где агрессия-то, я не понял. Я вроде не агрессивно, добрый, вполне адекватный человек. В меру упитанный, меру воспитанный, бахцадиза. Вот так вот. И да, кто-то только как зашел, кто-то задонатил. Один из подписчиков задонатил, дал саадуэл, дал духуахуэл, будиснег, эзершка соудахил. Да, вау, я дикчуман, да, хожу. Я инна ты говоришь? Я не понял, да не, что ты говоришь, честно сказать. Так, ты, само собой, я про гостя Гикал Убахар, слушай. Не могу понять, какая проблема признать, что мы один народ. Хацэмую башлам. Хацэмую Сацэ башламю. Цажим доудах. Матерятся как собошники. Материться это не знаю. Кто будет материться? Домой. Здесь не базар, что вы. Говорю, комы. Ты что нужно было, потому что там есть первый берег, правый берег. Башлам, отлично знаю, доброе, никого. Башлам, отлично. Ассаламу алейкум, башлам, вашевизри, ва алейкум, саламу, рахматуллахи, баракату, ассаламу алейкум, башлам, как ты. Держимся, оборону держим со всех, как говорится. Ассаламу алейкум, ва алейкум, салам, сказал свое фирменное. Никаких матов, никаких оскорблений. Зайти, показывая свое лицо, высказать свое мнение имеет право каждый. И все это должно быть в рамках кавказского общего этикета. Я не буду уж говорить именно этикета чеченского и так далее и тому подобное. Но говорить везде, писать, что мы такие все культурные, аж мухи не обидим, а заходишь, ты начинаешь говорить, начинают плакать, как конченые бабы, ой, извините, это сексизм, как конченые базарные торгаши и материться, причем указывая не самые лучшие слова. Ну, вы посмотрите последний пост, увидите. Да, Гагиев Якуб сказал, что якобы Клесову заплатили, что есть видео, где Клесов говорит, и кто-то еще задонатил. Да, Саэл донат. Огромное спасибо братьям, сестрам, кто не забывает донатить, поддерживать канал. Фонд поддержки Анатолия Клесова. Вот такой донат, конечно, я не ожидал. Это великолепно. Комментарий от брата, который задонатил, говорит, фонд поддержки Анатолия Клесова. Это тот, конечно, кто
сделал этот ролик. Башлам, тебя на канале Ламру опубликовали. Да, мне пофигу, что там эта бедная женщина плачет, пускай плачет. Не от этого, не в первый раз, как говорится. Пускай дальше балаболит и плачет. Если мужчина, если носит штаны, это еще не значит, что он мужчина. Пускай зайдет в эфир, скажет, где я не прав. Не просит, чтобы за него писали статейки. Не говорит, что Гарипекин является этнографом, являющимся грибником и лесником. Этнографом Гарипекин не был. Ну да ладно, это оставим. Башлам, убей тему, не могли они произойти от нас. Пантюхов сказал, что они пришли. Давайте, Вежри, произошли, не произошли, я, исходя из фактов, буду говорить. Мнение Пантюхова тоже мнение, я не спорю. Но говорить обо всех, обобщать, это неправильно. Башлам. А Клесов сам в курсе, что он миллионер? Я не знаю. Я думаю, Клесов-то и в жизни не видел 10 миллионов долларов. Да и Рамзан не знает о нем. И как будто Рамзану Кадырову некуда больше давать, как говорится. И кто-то еще задонатил. Аллах да садол. Огромное спасибо моим братьям. Так, Беркат Хилда от Джамлайл задонатил. Джамлайл, да садол. Да, духдах, огромное спасибо, братья, то, что помогаете нашему каналу. Пруф скинь, что Леонардо спал 3 часа, не понял. Нах бохурга, нох бохалдуху. Хиехмаш, уважаемый Хиехмаш, я не знаю, что ты говоришь, мы прекрасно знаем, видим и понимаем, что такое нохчи. И это непосредственно мы, как говорится, я расшифровку этому дал. Так, Анатолий Клесов, почетный гражданин ЧР. Вот такой донат еще. Донаты с СМС-сообщением, это настоящий стрим. Так что Анатолий Клесов, говорит, теперь достойный гражданин ЧР. Ассаламу алейкум, Изри Мудушу. Алейкум саламу рахматуллахи баракату. Ну, видать, Якуб Гагиева есть видео, он говорит, что есть видео, где предлагают 10 миллионов долларов Рамзану, сказал, чтобы Рамзан дал 10 миллионов долларов. И после этого, говорит, все изменилось, вдруг изменилось, ну, намекая на то, что, видать, бабки он получил. Мы заявили, ждем видео, ждем подтверждения. Посмотрим, какое там видео будет, что там будет, и дальше будет видно. Ой, Клесовин, собрать им. И еще одна сестра задонатила. Огромное спасибо. Да, да. Ассаламу алейкум всем. Смешно. Алейкум салам. Ну, посмотрите, там, конечно, идет обсуждение. Вот поэтому я говорю, ваша проблема в том, что вы не посмотрели последний пост. Не прочитали, что там написано. Уважаемые братья, сестры, подписчики, читайте, что написано в комментариях. Читайте, что написано в посту. ДНК, ты сам какой ДНК, не ДНК, Дукташ. Я не сдавал ДНК, мне не нужно. Я знаю со своей рожей, как говорится, я знаю, кто я такой. Сонохчи усун, ДНК, цаильшиха. Я знаю до 15 колен своего отца, до 7 колен со своей стороны матери. Ни Вани, ни Пети, ни Гюльчатай у меня нету в роду. Поэтому вот. Муса Исаков через PayPal. 100 лет не было доната через PayPal, и вот кто-то задонатил через PayPal. Огромное спасибо, что задонатили через PayPal. Приятно видеть, что наши европейские братья и сестры тоже на чеку. Так, Клесов демонтировал 2-й этаж, говорит. Вот такой донат с сообщением. Да, Клесов много чего теперь уже демонтировал. Многие сплетни просто-напросто рассыпались после этого. Где этот Клесов, где нужен срочно? Не понял я вопроса. Inga the best. Башла, мы читать умеем, но там про эти 10 миллионов не поняла, в чем суть. Марсаков, я не говорю, что ты читать не умеешь. Я говорю, прочитайте. Не просто пролистайте картинки, видео, прочитайте. Ой, Башлам, сказать можно, что хочешь. ДНК требуем.
Джузи, обязательно те 35 евро, которые ты отправила Рыжему, пускай он перенаправит сюда, я еще соберу нужные до $700, Big Test стоит $700, я сдам, не проблема. Я в себе уверен просто. Но сейчас, в данный момент, раскидываться $700 у меня возможности нету. Они говорили, что Орсквай, который считает себя Нохчи, их тоже Рамзан купил. Ну, говорить... Хорошо, что они думают, что у Рамзана так много денег. Орсквай в Чечне очень много. Очень много. Я бы сказал, что 50, если не больше, 55% Орсквай проживает в Чечне. Ну, 50-55. Такое же там процентов, наверное, 10 проживает еще в Аухе. Ауховские орства никогда не говорят, что они алла, не чеченские, тем более не говорят. Они могут сказать, мы братья, но отдельно они не говорят. Да и сейчас они сами уже говорят, что чисто J2 только 90 там, процентов, грубо говоря. Значит, все L3, Q, J1 это все чеченский народ. Welcome, возвращайтесь. Уайдук, да, алейкум салам. Панкиси лайф, ваша, как ты? Так, вот так, мнение Пантюхова более авторитетное. Почему? Гарипекина более авторитетное. Я еще говорю, мы в войнах, брать ты нас оставь. Я чеченец, всю жизнь среди ингушей жил до тебя. Дни 08-07, ты вообще скоро с кем разговариваешь? Ты хотя бы объясни, кому ты этот разговор направил. Скоро скажут. Кто скажет? Артем Плата ведь добровольный работник. Не знаю про Артема, он связывался со мной, мы говорили, да живи ты, кем жил ты. Это ты кому, Джузи, говоришь, я не понял. Q7 есть? Q7, Q7 нету, было бы Q7, было бы неплохо. М5 тоже неплохо. Да не сдавал я ДНК, если вы про ДНК спрашиваете. Бомба у него грамматика. Зара, приветствую, вас тоже приветствую. Мы не в войнах, мы наши чеченцы. Уважаемые мои братья, каждый вправе говорить, называть себя тем, кем он желает. Но что касается с точки зрения науки, я вам высказал, как есть. Давно не смотрел эфир Бохму, Давид. О, ваша. Очень много интересного, Осман, брат. Про вас тоже немножко написали, но я еще до конца не добил этот гребаный доклад. Каждый раз пытаюсь его добить и хотел эфир сегодня по докладу провести, но, как мы знаем, это немножко придержали мы. Сегодня хотели про ДНК поговорить и задонатил наш брат. И сообщением обычно, когда бывает сообщение. Нордийский Моссад знает те, кто... Нордийский Моссад знает, да? На самом деле, индус мою, где гости? Я не знаю, гости. Где Беркет хилда, Дерес хилда, Духва хвалджамла. Да, саду. Бодиснак, Эзешка, Соуда хил. Дэнни Лариска, походу. Не знаю, пишет грамматика у него, конечно. Я тоже блогер. Ладно, давайте ко мне добавляйтесь, Бошлам, поделись, не пожалей, не пожалей. Я никого не понял вообще, короче, про что. Ну да ладно, дальше продолжаем. Шервани тоже здесь. Шервани в последнее время закрылся какой-то, закрепощенный, чисто для себя. Ашур, братан, походу нашел себе молодую жену или... Бабки появились, не может тебе писать. Башлан Джамлейн не может тебе писать. Почему? Может, мне доходит. Джамлейн не может тебе писать. Не знаю, мне доходит. Вот Катиев, Гелани доходит до меня, и вроде нормально. Да, манкурты, метисы говорят. Так, манкурты слово давайте не применять в игре. Не слишком это правильно. Я не религиозный деятель, я не люблю вот эту терминологию и не люблю оскорбления. Кого нужно оскорбить, я сам оскорблю, если этот человек наезжает и рассказывает про оскорбление нашего народа. Надеюсь, что этого оскорбления больше не будет, потому что мы должны прекрасно понимать, что у нас есть определенная цель. Наша цель заключается в том, чтобы разоблачать ублюдков, оскорбляющих наш народ. Но сами становиться ублюдками мы не собираемся. Поэтому
Попроси его в эфир, Башлам ТВ. Я с радостью, уважаемый, любой, кто хочет, может еще лицо. Главное, чтобы показывал лицо, зашел в эфир, поговорил. Я не против. Я же только с радостью. Вы же знаете это. Бузуртанов и Абадян поехали в Кисловодск. Вот с таким, не знаю, поехали или не поехали в Кисловодск. Ну, вот такое сообщение задонатили. Вот. Поэтому никого я не блокирую. Еще раз я вам говорю. Никого я не блокирую. Никого, если человек не матерится, если он ведет себя в рамках дозволенного, всегда с радостью всех принимаю и общаюсь, какой бы он национальности не был. Да, кстати, последнее видео вот этого нордийского упыря, он говорит, что чеченцев много пришлых и перечисляет среди них пришлые грузины, пришлые русские, пришлые и так далее и тому подобное. С каких это пор нордийский упырь начал писать, что грузины, их любимые грузины, обычно, которые ласкали всегда, начал их приписывать чеченцам. Мы, что касается хороших взаимоотношений, у нас всегда были, есть и будут. В санаторий подлечиться поехали. Вот такой донат. Понял, понял. Задонатил, санаторий подлечиться, имеется в виду, поехали. Вот, салам алейкум, Башлам, добавился. Джамлай Хамхоев. Все. Ну, видишь, я же не блокировал никого. Я валикум салам. Я бы в эфир зашел, но мне сказать нечего. Не, если у кого есть что-то, кто-то хочет сказать по ДНК проекту, по этому вопросу с Клесовым, я не против, честно сказать. Но я хочу немножко, поскольку, вы знаете, честно вам скажу, мне бы хотелось понять, в чем смысл вот этого. Кстати, перебили меня, я как-то перестал говорить и указывать на том, что снова повторяю, что мы гомогенные, что мы не меняемся, а вот вы, чеченцы, смешаны, вы, чеченцы, смешаны. Еще раз, для тупого барана объясняю. Тупой баран. Во-первых, мало того, что ты не разбираешься, ДНК группы такие, как J1, J2, L3 и Q, они перемешались между собой, а не те, кто ты там, кого ты себя там представляешь, понимаешь? Просто, если люди не понимают, 2 человека задонатили, огромное спасибо всем. Так, Ховар Мабох Сон Люш Беркет Хил, да, ДРС Хил. Ховар Мабох Сон Люш Хан Люш. Джамлайл. Хамхоев. Джамлай же ты, правильно? Джамлай Хамхоев. Можешь мне одну вещь сказать? Сахунлюш Ваацар, давай я тебе покажу вот одну картину. Можешь мне объяснить смысл вот этой картины, Джамлай? Вот мы с тобой знакомы, мы с тобой общаемся. В принципе, у меня негатива к тебе нету. В принципе, дружеские, хорошие отношения. Сейчас я тебе покажу одну картинку. Обоснуй мне смысл этой картины, пожалуйста, которую мне прислали в упрек моей дружбы к тебе. Собордела, Аситя, Собордел. Ничего, отвечу ее. Собордела. Сейчас, подожди. Сейчас. Джамлай же здесь, да? Сейчас, Джамлай, подожди, я сейчас тебе покажу. Это видео. Точнее, это не видео, это фотография. Я хочу понять смысл этой картины. Меня упрекнули в том, что я с тобой именно дружу, а вот ты такое выставляешь. Я хочу узнать, какие конкретно у тебя претензии были и с чем связано это все. Вот сейчас я передам его. Угу. Джамлай, позову. Джамлай, здесь же Джамлай? Джамлай, ты здесь?
Я хочу тебе показать одну коте. У меня здесь котейка, вот такой наглый коте здесь. Он не дает мне работать, вечно лезет. Вот, а? Эфир Царевич, вот сидит, рыжая тварь. Вот такой котейка у меня. Джамай, чавы, аленшта. Ты, Дани, если у тебя еще раз ты напишешь что-нибудь, я тебе отправлю, за тазиком тебя отправлю. Понял? Что ты имеешь против? Ты сперва писать научись, баран. Извините, что так грубо, но уже доставлено, что ты имеешь против Ингушетии. Сейчас. Хорошо, Джамлай, посмотри вот эту картинку. Вот она, с одной стороны Ингушетия написана, с другой стороны чеченцы написано. И змеиный яд. Ты мне объясни, пожалуйста, прекрати. Вот эта фотография, которая есть, Джамлай, откуда она? И вот тут Ингуши, это твой же канал, правильно? Это ты сделал? Она более расширена, я тебе просто поэтому. Да, этот мелкий козипузик здесь. Опа, достал. Он на секунду не успокоится. Вот этот коте, награя рыжая коте, мой лекарь местный. А я это не асон лишу бар. Мамад кето дасавил, братик. Ше это цик дасавил, Алла. Да, лухуа. Будисник, эзершка сода кыл. Нажимаю на кнопку. Да, есть. Друзья, я сейчас перезагружу. Ола, в газете была опубликована антиингушская и античеченская статья, и эта статья была сопровождена этой карикатурой. Но ты бы хотя бы объяснил, ты просто закинул, мне это сказали, что ты закинул. Хорошо, я сейчас перезагружу, знал бы я, что это такое, что такое Анаша. Я сейчас перезагружу, уважаемые друзья, час закончился, я перезагружу, и тогда мы продолжим эфир. Не теряйтесь, заходите все, без разницы. Хочу дылаш, я сейчас перезагружу. Не теряйтесь. Фотографию я вам покажу тогда.
Так, уважаемые мои братья, в первой части нашего эфира у нас было уже 500 человек. 500 человек. Актив поднимается. Альхамдулилля. Это очень радует, что наши братья чаще заходят. Я что хотел сказать? Так, что я хотел сказать? Джамлай, хавяни, все просили меня показать фотографию. Дело в том, что мне начали скидывать эту фотографию, говорить, вот вроде бы Джамлай с тобой в прямой эфир выходил, вроде нормально, а вот за спиной что, какие вещи делают. Вот так мы узнаем о том, что на самом деле, не являясь истиной, люди сбрасывают фотографии, вот это фотографию, сейчас я покажу, вот эта фотография, мне вот так вырезали, прислали, типа тут ингуши, и вот выложил. Просто, Джамлай, ты выложил статью, карикатуру, без разницы, что бы это ни было, просто выложенная статья, ничего не написано. Ты бы хотя бы написал карикатура, там, этих годов, там, высказываний, что-либо показал бы, было бы понятно. А так просто выложили карикатуру и понимай, как ты хочешь. Вот. И получается, что то ли я в знакомых прекратить публикацию, то ли другое. Я спрашивал у тебя, ты сам интересовался ДНК чеченцев и ингушей? Ты у меня спрашивал? Ты сам интересовался? Я интересовался, конечно. Да и главное, нет, Джамлай, речь не об этом. А ты или нет это сделал. Просто ты должен понять, ты человек уже, ты не просто вот любой там, как балабол нарнийский, который, не показывая свое лицо, клепаешь, пишешь всякую гадость. Ты человек, который, показывая свое лицо, выходишь в эфиры, узнаваемый человек, встречаешься много с разными знаменитыми там со своего региона личностями, и когда такой человек, как ты, выкладывает такое, возникает вопрос. Или бы ты пояснил, что вот эта фигня, или вот как раньше любили друг друга, или вот какие карикатуры рисовали. Ну, что бы то ни было, надо было просто пояснить. Ты выкладываешь, люди мгновенно это фиксируют. Вот о чем я говорю. И тут, если ты интересовался этими вопросами, ты не видишь, что Клесов врет или как минимум говорит неправду. В чем, как говорится, Клесов врет? Объясни мне. Может, зайдешь в эфир, Дзурдзук? Ты свой базар фильтруй. Ты сказал, я баран обоснуй. Во-первых, базар фильтровать фильтруй ты. Ты все-таки не на зоне находишься. Это раз. Я тебя попросил, ты присылаешь 1-2 буквы, непонятно какого-то текста, непонятно какого-то вопроса, и я тебе после этого еще должен отвечать. Ты пиши нормально, и мне какие у тебя претензии к ингушам и так далее. Какие у тебя претензии к чеченцам? К Нохчи, не чеченцам, а к Нохчи какие претензии? По землям, по ДНК, по любому вопросу. Какие у тебя претензии? Если нету претензий, то не болтай. Если кто хочет спросить что-то, поговорить, просто зайдите в эфир, показывая свое лицо, обоснуйте, скажите, я это. Вот сейчас Ахмад, брат ингуш, не постеснялся, зашел, высказал свое мнение. В принципе, люди только поблагодарили и сказали, что нормальный человек. ДРС Хилсун. Вот это и есть нормально. А мнение у каждого свое. А разве не Джамлай Хамхоев говорил про индусскую пословицу, что грузин не будет врагом и так далее? Я не могу говорить, я как раз таки не на зоне нахожусь, я пришлю тебе комментарий Дидигова, руководителя интересов. Мне ингушский проект не нужен, но Дидигов кто и кто Клесов, тут речь не об этом. Клесов в чем соврал-то, хоть скажи мне. Дидигова оставь, вот сейчас ты напиши своими словами, если очуалин вала да лецава пурблуалон,
Можешь мяш хайцабочан. Напиши, что можешь выйти эфир минут на 15, через 15. Можешь выйти. Ты запрос отправь, конечно, я не против. Джамлай, зайди. В чем проблема-то? Башлам, сможешь? Я здесь, Башлам, это Джамлай. Тадана, сукза. Башлам, уже про чеченцев поставил, которые говорят, мол, Зелев не был ингушом. Ты сам знаешь, что я чеченец, ты не цепляйся к грамматике. Ты сам знаешь, что я чеченец. Я тебя знаю, что ли? Ты сам знаешь, что я чеченец, баба. Короче, я не знаю, кто ты, Дани. Ты, наверное, младше меня. Ладно, по грамматике у тебя хромает, но у тебя проблема. Ты не знаешь меня, зашел ко мне, говоришь, тут один, ты что имеешь против там и так далее и тому подобное. Поэтому не надо писать. Вот еще один брат задонатил и просто задонатил, или как тут? Да, просто задонатил без сообщения. Огромное спасибо, что не забывайте поддерживать канал, донатите время от времени. Мы скоро будет бомбовые материалы, вы не разочаруетесь. Давайте сделаем так. Джамлай сказал, что скоро выйдет через минут 15 в эфир. Мы зададим вопросы, пообщаемся и узнаем. А так, я снова же, я не против, еще раз вам повторяю, желающие зайти пообщаться. Но главное, чтобы это не было долго, час и ни о чем. Потом, в конце концов, говорить то же самое, что я подряд 3 года говорю, мне рассказывать об этом. Расскажите мне что-то, чего я не знаю, по крайней мере. Вот это я хочу. Что касается ДНК, где правда, где неправда, вот об этом я поговорил. Вот еще кто-то задонатил. Ай-яй-яй. Ага. Джамулай задонатил. Лейл дал саадойл. Дал духуахуэл. За нас, за вас, за Клесова. Вот такой донат отправил брат Залимхан. За нас, за вас, за Клесова. Эта каша так надоела. Да нет, тут в принципе, почему каша? Ничего нету, никакой каши. Есть наука, есть общение. Нормально пишите, нормально общайтесь. Я только за конструктивный диалог. Родительское, где и чеченские, и ингушские фамилии промолчал так называемая малая войнахская ветвь. Ну, во-первых, про малую войнахскую ветвь или большую войнахскую ветвь он говорил про самые большие общие количества. Малое количество он вряд ли будет перечислять. Я не защитник Лесова, надо это спросить. Но я так понял, вы знаете, за 10 миллионов долларов, говорят, он это все подделал. Надо спросить у Якуба Гагиева и у Танзилы. Как ее там фамилия, я не знаю. У Танзилы, у Якуба Гагиева. Спросите, там они про малую ветвь, наверное, знают. Я не знаю, честно сказать. Врать, не врать, ничего там такого нету. Вполне хорошие данные. Я доволен, что сказал Клесов. Вполне поддерживаю это. Это подтверждается на раз-два. Почему? Потому что ногчи, галга, произошли ногчи от галга, или галга произошли от ногчи. Что тут такого? Ничего. Лишнее подтверждение. И то же самое про дзурдзуки, то же самое про кисты. Мы будем, но пока вы будете выставлять вот этих якобы так называемых Джамлайл Вош Хугвац. Джамлайлах Вош Хугвац Алиш Донатиатин. Да, вопросы, которые прислали с донатом, я зачитываю все без исключения, потому что таково правило стрима. Если прислали донат, то я это обязан зачитать, поэтому вы уж извините. Мат зачитывать я не буду, а остальное, конечно, сообщение я зачитаю. Разницы нету, какой бы она ни была, поэтому прошу не обижаться. Никаких матов
Джамал, что-то про тебя, ох, хугвацал. Русланбек, кажется, написал. Русланбек его зовут. Ох, хугвац, ох, хугвац. Джамал здесь, но что у нас такое было, дидо, глигви, киста. И такое было, да. Тот самый Джамлейл. Чтобы окончательно убедиться в сущности норнийцев, нужно просто попасть в их закрытые группы. Там они настоящие, а нам в лицо льстят и братаются. Ну, это лицемерие, это подлость. Лицемерие и подлость, она, конечно, рано или поздно. Задонатили. Блин, сообщение хоть что-то... За чеченского героя Зелимхана. Вот такой вот донат от сестры Амишки. Братан, по-братски, Галгай Адамбита. Да при чем тут Галгай вообще? Дани, ты вообще что говоришь? Я вообще... Галгабич, минуту куза. Здесь мы конкретно говорим про норнийцев. Ты как Галгабич. У тебя... Ты зациклился, Дани, на Галгая, что ли? Оставь Галгая в покое, никому дела нету. Которому вы и колеса в 100 раз... которому вы и колеса в 100 раз не дались, написано. Не понял я, правда, этого сообщения. Честно, не понял. Он специально делает ошибки, что он чушь несет. Да я уже 2-3 дня подряд, пока у нас идут эфиры, устал блокировать вот эти пустые аватарки, пустые аккаунты. Там иногда всех наших называют кистами или дзурдзуками, а иногда отдельно, например, в карте Схауреба написано «Дидо, кисты, глигвы». Башлам, сюгар, Беркат, Дахон с донатами. ДРС хил, Джамлай. Надеюсь, Беркат хилча дикурду. Да, переписки с Джамлаем, донат, хоть сегодня активно донатят, братья и сестры, огромная благодарность им. Читаю этих людей, которые тут пишут дзурдзуки не галгай, глигвы и кисты не галгай, кто мы? Дзурдзук, ты, конечно, написал, не галгай, это все-таки неправильно будет. Кисты, дзурдзуки относятся, исторически относятся и к чеченцам, и ингушам, поскольку они были в то время одним народом. Это сейчас мы разделились, в то время мы были единым целым, в то время. Поэтому не надо говорить того, что не знаете. Если ты собираешься дзурдзук слушать всех, то у тебя явно проблемы будут. Почему? Потому что ты со всеми не справишься. Хири вайлул хуаби башлам. Лула будет лула. Вайму бац. Они наши соседи. Мы граничим с ними. Он Моздок граничит с нами. А там это Осетия. Наши соседи осетины, наши соседи грузины, наши соседи дагестанцы, ставропольчане, наши соседи. Тут ничего такого нету. А что тут такого? Кавказ это многонациональная, как говорится, что бы мы ни говорили. Вряд ли это название относится к вам, брат. Какое название относится к нам, Ламру? К тебе оно не относится, но, валлахи, сом цен нохчу, просто эти ошибки, ты ошибки делает. Я не знаю, что ты говоришь, а нохчу, валладык, дуда, табух. Это была ирония, я говорю, твоих подписчиков. Ну, не пиши, не настраивай их против себя, Дзурдзук. Ну, ты сейчас такое напишешь, они тебе 100 раз хуже напишут. Ваши перепалки ничего хорошего, как говорится, не доводят. И мне приходится, кого-то начинает материться, приходится заблокировать. Я не говорю, что Галгая не Дзурдзуки. Есть моменты, когда про нас отдельно говорят, в основном под Дзурдзуками, кистами грузин имеют в виду всех наших. Верно. Осман, ты же знаешь это. Теперь думаю, стоит ли выходить в эфир, сожрут. Не сожрут. Если ты хочешь высказаться по определенному моменту, ты можешь зайти. А что касается по видео там, и так далее, и тому подобное, Джамой, надо быть осторожнее с такими вещами, потому что ты подразумеваешь одно, я понимаю, что есть некоторые моменты, которые нужно поднять рейтинги, поднять обсуждаемость, узнать мнение людей, но ты хотя бы поясняй, хотя бы как-то поясняй. Ногчи шерт, да, это правда. Поэтому жим развиваться, да и вой. Оладр, развиваться дичем, оладр, но только не деградировать.
Когда матерятся, да, уже я знаю, я уже дзурзуки. Все понял, все понял. Поэтому в основном кистебями, дзурзуками называют вот наших горных, это так мы знаем. Сейчас просто-напросто поймите, но я хочу сказать одно. Когда чеченцы, сегодня кистины, слово кистинцы, остались только за Нохчи народом. Потому что только они 200 лет, сохраняя это имя, живут среди грузин, наших братьев, соседей. Поэтому сегодня кистинцами называться могут только они. И это имя и среди нашего народа сохранилось, и в Грузии сохранилось. Все их называют кистинцами. Во всем мире их называют кистинцами. Но они по национальности, они нохчи. Но кистинцы здесь, где бы ни было кистинцы, это кистинцы. Часть нашего народа, который мирно сосуществует и живет в Грузии. С этим проблем нету. Что дзурзуки, конечно, сейчас не используют, но исторические дзурзуки в основном, я скоро еще материал опубликую, вы увидите, оно относится к нам в основе своей. Но там, как говорится, от Андийских гор и до правого берега Терека, все это дзурзукети написано в многих местах. Башлам, ты знаешь, как я к вам относился, но, это шок. Я понимаю теперь, что дагестанцы ближе к нам, ни одно оскорбление не слышал. Что дагестанцы ближе к нам, ни одно оскорбление не слышал. Ламаро, но ты, наверное, проснулся немножко позже. Дагестанцы вас не оскорбляли? Конечно, не оскорбляли. Ну, нас не оскорбляли, там, допустим, кабардинцы, черкесы, адыги, лезгины нас не оскорбляют. Ну, многие кто не оскорбляет. Это значит, что они ближе? Нет. Это значит, что эти люди с уважением относятся и что эти люди достойные братья, достойные соседи. Вот что это значит. А то, что ты оскорбление, ты явно не знаешь. Посмотри ваш этот нордийский канал, и ты там много чего увидишь. Просто люди устали. Они устали реально уже каждый раз говорить. Устали каждый раз говорить и братству руку протягивать, когда вы плюете. Поэтому нужно поосторожнее быть с этими вопросами. Уже достало, честно. За 3 года это надоело, и люди хотят ответить. Дзурзуки, кисты, глик, наименование. О, все хорошо, конечно. Да. Кому он вас... Давай я тебе сейчас покажу. Смотри. Ажал, смотри, как я делаю. Домой, Ишак Кизлярский. Башлам, если он выйдет в эфир, не отключай комментарий, пару вопросов ему. Я комментарий не отключаю. Главное не материться. Башлам, ты хорошо знаешь, что он поддерживает Митинхвай, как и Абадиев. Я, честно сказать, не знаю. Я от него не слышал, но у нас разное мнение по этому поводу. Я не поддерживаю, он поддерживает. Вежри, это неправильно будет. Он живет там, и мы живем здесь. Кистинцы это цен нохчи. Осман, да, сейдуэл, братик. Осман, я от тебя все жду, эти книги, не забывай, от Ахача нам нужно обязательно. Ладно. Кумыки тоже не оскорбляют. Кумыки нужно осторожнее. Есть кумыки, которые еще те нордийцы. Кисты, японцы, индейцы, неандертальцы, инопланетяне. Нам ингуши ближе, наверное, хотел сказать. Башла мои эцнахан, эцнахан, нет. Адыги близки нам по духу. Вот сегодня я нашел очень хорошую статью. Многие источники, особенно Кавказской войны, а самыми близкими по духу, по воинственности к чеченцам причисляют только адыгов. Адыги чеченцы. Башлам, насчет Олимпиады, что скажешь? Насчет Олимпиады я очень болею за нашего брата имама. Вот кто-то задонатил. Хотел посмотреть, есть ли сообщение. Я смухла, диалоги, чвахали ешерей. Здесь комментарий, как же смотреть можно было.
найти, как же. Короче, кто-то задонатил, дал САЭЛ, ну, я не могу увидеть сообщение. Просто донат там написано. Дал САЭЛ донат. По Олимпиаде скажу, вышел в эфир, я жду. По Олимпиаде скажу так. Я очень болею за имама нашего. Честно сказать, я готов, если сегодня покажут по телевизору, он должен был в 6 утра, то есть бой должен у него состояться. Вот. Поздравил Барчишвили, нашего брата, который занял бронзу. Поздравил Тамерлана Башаева, красавчик, который просто-напросто оторвал французского чемпиона, всех чемпионов по дзюдо. Его тоже поздравляю. К Олимпиаде отношусь очень хорошо. Это единственное место в мире, которое заслуживает внимания, потому что вот эти виды спорта, они оставляют имя на всю жизнь и на все времена. По крайней мере, пока есть эти Олимпийские игры. Это очень важно знать. Так, ты еще тут. Я за Ивлоева буду. За Мусу Ивлоева я буду болеть. Муса Ивлоев достойный брат. Мой рыжий брат, я бы сказал. Онаху Муса. Я видел это, если я его не путаю, или я его путаю. Тот, который в UFC, как его зовут? UFC Юкавик, Мило. Вы просто не видели, как Мадиев. Я Мадиева не видел, Монхаймах, честно, я не видел. Песу, наглец, цакаята окасон, церк шухшуху, итаца вицо. Моусар, да? Вот, Моусара выступление видел, я честно вам скажу, Моусар Онахва, он просто-напросто, я видел его одно интервью, очень зауважал. Я этот вид спорта как бы знаю, что он немножко хайповый, но и все-таки Моусар молодец. Удела, чодика ту Моусар. Эскирхан Мадиев тоже. Моусара и имама вживую видел я. Коте зовут Тигра. У нас живут много Барчишвили. Тигра зовут. Я не знал, как его назвать, назвал Тигра. Почему-то вспомнил с Винни-Пуха от этого тигра, который вечно орет. Ху-ху-ху! Вот он такой же рыжий, такой же вечно пристает. Вот если я его не возьму на руки, он будет в церкщух, шкабелях, церкщухшей. Вот такой вот. Моусар молодец. Мусу Ивлоева я не знаю, он по какому виду спорта. Но в любом случае желаю всем успехов на Олимпиаде. Я нормальным людям по-нормальному отношусь. Вы называете грузин своими братьями, так почему же вы против них воевали? Адамс 006. Адамс 006. Может, зайдешь мне, расскажешь мне про войну против грузин? Зайди. Адамс 006. Зайди в эфир. Хавола. Вот ты просто, если ты не болтун, не балабол, зайди в эфир. Я тебе говорю. Хочу на эфир. Давай ты мне расскажешь вживую, как мы воевали, и я посмотрю, какие у тебя аргументы. Если ты не лизун конченый и не фитнач. Ачувал? Коте, дай сервицу, оставь меня в покое, дай мне поработать. У меня эфир. Вот кошак, Герой Адамс, зайди, эфир отправь мне. Я не смотрел. Ну зайди, лизун. Я тебе лизун не говорил. Зайди. Ты же герой. Ну зайди, лизун я тебе назвал не из-за этого. Коте, если только. Если ты так решил подлизнуться. Чувал, если ты зайдешь, зайди, я тебе обосную. Хорошо?
Потом мне еще расскажешь про дружбу, расскажи Зиада Гамсахурди, первого независимого президента Грузии вместе с Джохаром Дудаевым. Расскажешь мне, какими они братьями были, как они поддерживали, как здесь, в Грозном, и там были взаимоотношения. Я же тебя не оскорбляю. Где я тебя оскорбляю? Я говорю, я коте говорю, лизун. Я тебе говорю, зайди, расскажи мне, если ты отцуал. Оскорблять не оскорбляю. Чувала просто. А чувал бах, и все. Абсолютно не оскорбляю. Если я тебя как-то обидел, интервал, но зайди. Я же тебе красиво с тобой разговариваю. Видишь, как я даже со своим коте так не разговаривал. Как Уцачикамашвили, не знаю. Он многое чего не знает. Против грузин и ингуши есть, которые воевали, но отрицают это. Это мы не отрицаем. Наши ребята были там. Стоп, подожди. Подожди, не надо. Не надо об этом говорить, да, там ты сможешь. Не понимаю, как вы называете христиан братьями. А что, среди грузин только христиане братья, да? Вот ты знаток Луамора 0010, ты такой профессионал, не знаешь, что среди грузин есть огромное количество мусульман? Ты не знаешь, да? Я тебе даю знать, чтобы ты знал, среди грузин много мусульман. Очень много. Ну просто ты не знаешь, тебе было главное вот сказануть и все. Вы знаете, испокон веков хорошие взаимоотношения были со всеми соседями, с многими соседями. И взаимоотношения наши я не видел ни одного. Ламару, ну ты, значит, слепой. Нет, Осман, они не слышали. Но мне вот моя уважаемая подписчица прислала, как в день, праздничный день для всех мусульман, как братья грузины, мусульмане делали вместе намаз в этот праздничный день Урбдина. Прислали, и ты знаешь, я видел там огромное количество мусульман. Аджари, Батуми, же турки вроде. Турков нету. Турки живут в Турции. В Грузии живут грузины. И среди грузин есть мусульмане. И ничего такого нету. Даже если там нету мусульман, это ни в коем случае не меняет наши взаимоотношения с грузинами. Мы, по крайней мере, не говорили, что царица Тамара является ингушкой. Я такого не говорил зато. Башлам, ты не ответил на вопрос. Мне нет надобности заходить к тебе в эфир. Странно. Основываясь чисто на исторических фактах, братки. Основываясь чисто на исторических фактах. Что ты хочешь именно узнать? Почему воевали? Ты о современной войне 2008 года? Ты все знаешь про эту войну? Или ты про войну, которая была в 90-х годах? Или ты про эту войну говоришь? Что в 90-х годах были, или... Ну, в 90-х годах вы тоже воевали там, чтоб ты знал. В Абхазии есть целые, фамилии из 20 фамилий Ингушетии, которые награждены наградными знаками абхазского президента, которые воевали на стороне Абхазии против Грузии. То есть автоматически эту войну убираем, потому что вы тоже участвовали в ней. Если ты говоришь про 2008 год, я не буду оправдывать, честно. Ютуба, нарницы вылетают на Нарнию, а здесь не так, как у меня. То, что было в 2008 году, то, что они, определенный контингент участвовал в российской армии, то есть они не имеют права, если там ты служишь, куда направили, ты должен поехать, а иначе трибунал и тюрьма. Но
снова же, ни одного доказательства, ни одного факта и лжи, которые распространяют, что якобы кому-то голову оторвали, кому-то нет. Я разговаривал с человеком, который служил и был в Грузии, и там есть моменты, где представители нашего народа в этом конфликте помогали очень многим грузинам в этом конфликте, не давали, чтобы относились к ним негативно и вели себя по-человечески. Война есть война. Но если ты такой герой, расскажи мне, несмотря на то, что уж говорить о Грузии, несмотря на то, что Нохчи и Галга один народ, каким образом вы воевали за русских во время Кавказской войны? Расскажи мне. Вот мне интересный вопрос. И все. Расскажи мне просто на один вопрос ответь, я тебе фактами пояснил. Что касается ситуации в 90-х годах, Дудаев был противником этого. Но поскольку был... Ладно, я не хочу. Я думаю, что достойные и так знают. Может, вы не знаете просто, а достойные грузины знают там. И прекрасно знают, как помогали и будут помогать. Так что оставим эти разговоры. Ненужные не будем болтать. Продолжим. А что тогда ингуши не заступились за своих братьев грузин на словах освободи? На самом деле, так, про 90-й Башлам я тебе хорошее интервью прислал. Да, у меня есть это. Асунья этни, Оша? Осман, асунья этни? Там, Адам, если бы ты показал свое лицо, там, чтобы тебя видно было, чтобы зафиксировали все эти ФСБ, ЦП, было бы проще. Чтобы твое табло видели люди вот так сразу, да, кто ты, воин, было бы проще, видишь, а ты не показываешь, ты говоришь, я не публичная личность, ну как я могу с тобой что-либо обсуждать? Тут же всякие разные сидят, сотрудники, не сотрудники, зайди как это... Есть. Осман, вот сейчас, он повторно на Телеграм, скинь мне его. Вот, Джамлай просек, о чем я говорю. Да, Джамлай. Здесь же есть эти любители цифрового фото, видео и так далее и тому подобное. Я поэтому говорю, никогда не говорите того, чего вы не сможете, за что вы не сможете ответить. Так. Почему в конфликте осещают всегда малую часть войска, как будто они терминаторы? Не знаю даже, честно сказать. Ну, я вот первую часть я загружал. Но я могу повторно, но в принципе и так все знают. Ладно, 42, 766, 30, 298, 64, 48. Номер для доната. Вот. Я вроде бы добавлял его в первой части, второй части забыл прикрепить, но как бы не об этом. Так я просто спросить нельзя. Можно спрашивать, можно. Мои братья только мусульмане, извините меня за мою позицию, я следую сунне. Ох, брат, если бы все было так. Как же мы любим говорить о сунне, хадисах, когда нам это выгодно. Я не про тебя сейчас, я вообще говорю, тема такая очень интересная. Но в историческом плане по сунне говорить это, конечно, нежелательно. Сунну и так далее. Так. Ну и что про меня сняли ролик. Ну и сделал в канале, ролик сделал. Да мне абсолютно наплевать. Пускай делает хоть 10 роликов. Этот дебил просто-напросто не понимает, что мне от этого только хорошо. Знаете почему? Чем больше людей заходит на мой канал, чем больше они видят правду, статьи, знают, о чем я реально говорю. Если они даже не знали, этот человек сам провоцирует людей, чтобы они шли ко мне.
Мне это хорошо. Чем больше будет людей заходить, тем больше они будут знать историю моего народа. Не выдуманную, не нарнийскую, а реальную, понимаете? Он сам того не зная, мне делает бесплатную рекламу и пиар. Вот и все. Метрополия всегда без... Подождите. Не все успеваю сразу. Собор делаешь. Метрополия всегда берет некий малый контингент и раскручивает его, как будто бы это говорит о том, что народы воевали, а не несколько людей. Кавказские эмоционально ведутся на это. Но, как тебе сказать, не сказал бы, что эмоциональные, но есть такие большой башла. Мне это не выгодно. Я говорю, как есть, история, не история, мне все равно. Но если история не история, правда у всех своя. Хороший афоризм, это верно. Так, Собордилович, я не все. Мы воины, мы из-за армии были, из-за азеры были, из-за грузин, из-за абхазцев, из-за осетин, за Сирию и против наша жизнь. Короче, что-то такое написал. Бюстик хил, дал езил, башлам отправь им тарелку фиников. Фиников нету. Фиников нету. Адам, у нас какого предела не было несовместимые. Давление на Адамин. Честно сказать, я очень... Ладно. Оставим. Оставим. Мне интересно было, Муслим 95. Да, сегодня запросов практически нету. Если бы я знал, что не будет больше запросов, я бы, конечно, по документам бы поработал. Ну, я имею в виду, зачитал бы вам. Но мне попросили про ДНК, ничего про ДНК так и остановилось просто. Все как узнали, что Гагиев сказал, что Рамзан купил якобы ДНК руководителя Клесова за 10 миллионов долларов, это все, на этом все осталось. Ждем заявления Гагиева, что его взломали в Фейсбуке и что он не это имел в виду. Причем муж и жена на одном сайте написали все. В Фейсбуке, вот сейчас, Зелимхан, в Фейсбуке он сказал. Ну, скрины посмотрите, на странице там же написано. Но я не видел, чтобы там был сарказм или кавычки. Все на серьезном уровне. Я не знаю, Джамлай сказал, выйдет. Я сказал, может в любое время, готовы такие бабки этого. Я сам в шоке. 10 миллионов долларов за то, чтобы просто сказали про чеченцев одно хорошее слово. Так, дела Халиф Умар, когда про него спрашивают, не дела. Но зачем желчь выпускать? Здесь, походу, свои эти там разборки. Миржоев и все. Клесов, походу, неплохо разбогател, да. За 10 миллионов долларов можно... Это ж много чего. Это же, подождите, это получается 74 миллиона рублей. Неплохо так. Башлам, скажи, когда когда нас почти уничтожали, нас почти уничтожали и остатки загнали в горы, в каких горах географически сегодняшней Чечни и Ингушетии мы оборонялись? В горах современной Ингушетии. Если ты имеешь в виду оборонялись, то мы оборонялись в чеченских горах, конечно же. Это 10 миллионов долларов, вежри. 740, да. Я 74 сказал. Почти лярд выхватил, чувак. Ну, Гагиев, походу, немножко рубли и доллары перепутал.
Вряд ли это столько дали. Да, никто ничего не дал. Клесов сделал просто книгу, свою работу. Никто ему ничего не дал. Вахах, вахаши духонпо. Да, согласен, Мозамбик. Где тот ингуш, который только ухом отличал историю от лжи и правду? Акромант? Акромат, видите? Не знаю, он потерялся, вроде бы обещал прийти в эфир, но не пришел. Да. Да нормально, сразу видно, что брехня такие деньги, если бы кто-то дал Гагиеву. Из Чечни 100% ворство и сами. Макар, я не понял твоего вопроса, честно сказать. Валикум салам, но если ты повторишь, я постараюсь более поконкретнее. Если бы ты сказал, оборонялись, где это? Оборонялись в основном только в горах. Ну, в то время и не было Ингушетии, Ваша. Во времена Тамерлана не было Ингушетии. Ни Ингушетии не было, ни автономии, ничего такого вообще не было. Это частью мы были одного народа в то время, это тем более, это 14 век. У которого антенна в доме. Да, на балконе. Он звучит. Акромат говорил после эфира с Башламом на исторически поступил. Из-за Тахан Гобинуэн. Как там дела в Ютубе у нас, Ибраим? Есть зрители, подписчики, есть вопросы от них. А кто такие вообще ингуши именно? Ингуши — это Ингушская республика сегодня. Но мы за 14 век говорим, Межри. Я в 14 веке не слышал ничего такого. Даже название Глигвы не слышал в 14 веке, честно сказать. Ну, фяппи там есть, конечно, упоминаются. Кисты, кусты упоминаются. Фяппи есть, упоминаются они. А вот остальные, ни Галгая, ни Гелия, ничего подобного я не видел. Ни в одних хрониках, тем более Тамерлана. Может быть, есть какие-то? Надо у Гарри Пекана спросить. Лянов, Чечня тоже не было. Чечни сейчас нету, но в Чечне есть. Нахчиматяне были в то время, чувак. Лянов. Так что ты в то время тоже был. Брат Дешниец. Не в обиду, но я не говорю объединение. Полисы, государственное устройство в виде полисов были. Почему? Потому что здесь система варов, гаров, тейпов, она была. Нахчиматяне упоминается с 7 века. Территория Нахчиматяна упоминается с 7 века. Не каждый в то время мог гордиться тем, что было государственное устройство. Башлам, ты делал? Да? Нет, не делал, Ямс. У меня 70 человек, вопросов пока нет, больше слушаю. Если в эфире есть Алихан Дерес Хил за донат, да духва ахвал, да алсиду, албудиснак, да алберкат, да алузиндей. Мы каждый донат направим на нужное благое дело. Когда с России выезжаешь и говоришь ингуш, люди не понимают, кто они. Ногчу, Алчей в Африке. Но это уже незаслуженный пиар чеченского народа. Эжри, не пишите, что эти ногчи, те ногчи, если они считают, это их право. Муслим, напоминание. У тебя такой ник праведный, но язык у тебя гнилой. Несоответствие ника с пишущими, это, конечно же, очень нежелательно.
До сих пор не могу понять, почему Аушев молчит про землю, и он же знает все. Не знаю, это надо спросить у... В эфире всем руки вверх, Ахчхадал. Это надо спросить Джамлая. Джамлай, в эфире связи Джамлай. Башлам, они не имеют к нам отношения. Башлам, скажи, на сайте есть фамилия и тайны. Башлам, скажи, на сайте есть фамилии и тайпы, кто сдал ДНК. Ну да, у Пахрудина Арсанова есть сайт, кажется, в Фейсбуке. Там есть, конечно же, все фамилии, данные по ДНК, кому нужен чеченские. Вот. Вежри, у меня очень большая просьба, если вы хотите кого-то оскорбить, унизить и так далее и тому подобное, я вас очень прошу, зайдите в директ этому человеку и тет-а-тет говорите с этим человеком. Не делайте это в эфире. Если этот человек будет оскорблять, я его тоже уберу. Ну, модай шовча, вот это пейда буч, борщ, камилш деш, то уахош, цацум шулк, нейн ой хаметтик шуч, царах матардалитиш вой. Башлам, получается, если в 14 веке мы, собардела, если в 14 веке мы оборонялись в горах Чечни, то получается, сегодняшние ингуши прошли и максимум после 14 века. Кучелой знаю, кто сдал ДНК. Запрос кто-то направил, надо принять. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Да, увезил. Хаму. Да, алхамдулилlah, алейкум. Хаму. Цабеш, алхамдулилlah. Дейр гиетам. Сайн цабеш му мокш бехи. Да, дек. Дейр гиетам. Что гахот, чем больше? Алхамдулилlah. Нормально все. Хозяйство. Башлам, хозда кос. Последний раз я за раз бирюсь, помнишь? Короче, ситуация, мы шли, последний эфир я шкаю, вот статус, момент, шханер воз. Азумат, скамял драз, он даже накаю. Воз. Он тогда Цуханцу Энн посоветовал, да, та книгу, я прочитал книгу как раз, это Эйпан Сагоры, Зязер, Мальсагов. По тейпам ты имеешь в виду? Книга по тейпам? Да, про ингушском. И он там, этот Мальсагов, он пишет о родстве Элбердата, Сагутсу, Таргими, Хамхи, Эги, ну, Цакани, да, и он пишет о его родстве с ауховцами. Да, с тем, что хвастик ми я хаже, я хотел узнать про ауховцев, про них ничего, я просто знаю. Но тут ничего удивительного нету. Я могу тебе сказать, если... Закончи ты так, ответь ты, да. И да, я зашел, короче, только тебе этот директ написал, я давно не заходил на твою страницу, смотрю, там уже тхадаклад, тахамач, с тем вьючува, дела, я подумал, стопудово, сука, за это, социал, я диова, я удалил эти сообщения. Мне просто самому интересно было, это не обязательно, это ауховцы, Аллах, Хабяни, Ой, Табяни. Нет, я тебе объясню, смотри, там все очень просто, да. Там какая ситуация? Дело в том, что ауховцы, это разница, это те же, там, грубо говоря, нохчи, которые переселились с запада на восток. Ты должен знать, что чеберлоевцы, они находятся на самой границе, там, допустим, с ауховцами граничить будешь, и с дагестанцами граничить. Но они, по всем данным, всем научным данным, они переселились туда с запада. То есть это тоже западное общество. Они были на западе, и потом перебрались на восток, чтобы ты понимал, да? Они перебрались туда, и ауховцы, это те же самые, они тоже переселились туда. Но когда переселились, у нас... Да, они с Аргунского ущелья вышли, и мало того, время переселения, по данным, когда ауховцы, акоки появились между речи Терека и Сулака, именно в этом промежутке, не в Аухе, как многие сейчас, Аух их загнал Ермолов. Они до самого Каспийского моря, выход на Каспийское море был у нас в то время. Они в первом тысячелетии по-разному. Поэтому, если ты наткнешься на какие-то данные родство,
Абсолютно ничего удивительного нету. Я тебе могу объяснить. Смотри, западное общество, мелхи, которые считаются, что они были аскетами, имеется в виду самыми последними, считается, что только во время депортации их с гор они до этого насильно, они вот, никогда я нигде не слышал, чтобы они являлись там, грубо говоря, проживали где-то на территории Ауховского района. Ну, междуречье Терек. А есть данные, есть данные, которые говорят, что были два брата, как минимум, записанные, двое братьев Мелхи, из тейпа Мелхи, которые проживали между речью Терека и Сулака. У них были целые хутора там. Они занимались рыбой, ловлей, у них были лодки и так далее и тому подобное. Но где находится Мелхи, которые на границе с той же Ингушетией живут фактически, и Тумкалинский район, а вот на границе с Грузией, то есть они даже определенное время, они входили в состав Грузии определенное время. Но несмотря на это, они жили на самом востоке. И это говорит о чем? Что вот этот ареал, до самого, от Сулака и до Терека. Я почему говорю именно до Терека? Потому что я в то время, не исключая Волгы, это еще до времени нашего расхождения Богдуса. В то время мы были еще единым целым. Они находились. И там, откуда, допустим, сегодня проживают, есть Волги, которые проживают в Гудермесе. Есть Волги, которые проживают в Шилковском районе. Есть Волги, которые проживают в Маслабах. Тейп Волги, они ночью мат, но они вот так называют, не как один. Да, тига будут, проживают их. Валерий, Кечана, ты их спросишь, сейчас ночью иду, Тайпан Волги. И это не говорит о том, что они не Волга, бацы, нет, они Волга, все остальное, все как есть. Но ареал расселения, мы селились там, где мы хотим. Мы делали, что хотели. А потом уже появились политическое деление и поделили. Поэтому он не соврал. Он в этой книге, почему? У него еще родственник выше, одна фамилия, слова родственник, ну, кажется, все должны быть. Это говорит как раз-таки, он написал эту книгу, когда я ознакомился с ней. Там много моментов, которые многим людям не нравятся. Но, снова же, это такие моменты, которые у нас... Есть тоже тут Натуев, там, который тоже описывает про наши же тейпы. Но он, я не знаю, я с ним встретился, я спросил, почему ты, Гунки или Сюли, написал, что это инородные тейпы, входящие в чеченский народ. Из-за этого твоего трактования они теперь говорят, что это чеченский тейп, кумыки там, или и так далее и тому подобное. Но снова же я ответ не получил. Туркой я слышал, чистокровные чеченцы, а да, почему? Но они, видишь как, у них основание какое? Они говорят, у нас основание Термуду, первый человек, который записал, этнограф, Саму Даязи, он должен ссылаться и, спрашивая на его ссылки, непосредственно делать выводы. Если кто-то там, допустим, 300 лет тому написал это, он должен, я говорю, что они эти, и это подтверждает, там, допустим, Мальсагов Ахмад или Абдурахманов Мухаммад. Понимаешь? Вот таким образом она работа, историческая работа вся проводится. И у них есть вот эти данные, которые говорят, Аух только в 1921 году приписали, отдали, Аух имеется в виду, я имею в виду, весь и Хасавюртовский район, отдали в Дагестанскую республику. До этого он никогда не был Дагестаном. Там проживали как Вайниш Ашбар, и как жили они, так и живут. После этого, с 21-м их добавили. Ну, дальше что произошло, ты думаешь, уже сегодня им добавили вот этот верхний кусок, северная часть Дагестана, Оле, то есть Вейниш, Эйнбош, Меттиглат, Штадел, у нас выхода к Каспийскому морю нету. Хотя у нас был выход на Каспийское море не такой, чтобы ты понимал, да пляж уж, нет. Это выход, где текают те реки, Сунжи, Шаргошка, это Каспийский, Кайс, Хуардан, Чукует, что это вот это место, где можно было рыбачить, где можно было заниматься рыбой, торговлей, вот этим занимались. А там пляж, уж имеет кшиат себя есть. Башлам, примерно фуха есть, примерно это какие. Смотри, тут вообще война. Ты смотри, по данным, которые дают греческие, исторические, там говорится о первом тысячелетии нашей эры. То есть это из 21 века, а это первый век был.
Но Сюли, вот этот красный горшок, который сейчас сидит, и они продвигают тему, и некоторые вот эти нарнийские историки, они продвигают тему, что якобы в 18-19 веке, но да, в 18-19 веке там уже давно преобладающим. Допустим, у меня есть справка, историческая справка, где в Хасавюртовском районе 20 тысяч чеченцев, а кумыков всего лишь в то время 16 тысяч. Понимаешь? То есть ногчи даже алсам бутига гунки шелла в то время балонш. А сейчас, и что вы арбош, теперь уже гунки сюли поднятина, а сюлим тига почти бацанон, аварч бонус бьючуш. Поэтому ближе всего, я почему говорю, смотри, во время Тамерлана, нашествия Тамерлана, когда его личный писарь описывает, когда они спустились через Ичкирийские горы, а это, то есть, современный Нажиртовский, Веденский район, Уабисинчхана, с левой стороны он направил часть своего войска, чтобы они разграбили, уничтожили ауховцев Алдутига. Именно Ауха уничтожить. То есть они в то время уже, то есть Тамерлан был 1396 хуля, это 14 век. В 14 веке они уже там есть. То есть это уже автоматически говорит, что царь Укарючел и Пичел про 18-17 век это чушь. 16 век, по-любому я уверен, что они раньше, 16 век, по-любому раньше, знаешь почему? Я до этого историю вообще изучать. Я просто мне как-то попался этот ДНК проект. Вот так хожу, что мне просто казалось более богатый. И мне всегда интересно было, почему J2 Шейли Турбо Фэтпи и там, и здесь, и почему из J2 почти на Дагестане уз баш, уз олгамах баш, чартар Шейли близкие родственные, как так они оказались. Они... книга ты вохцу, я выстроил из-за родословности Хаджичи примерно от меня 43-42, может быть, точно неизвестно. Залгаяш, конкретно тивол сагус. Цуцата йохцу, примерно аргунский ущелье йохчур. Изнаха, охуй цигар шак и тан арбямпуш. Просто эти тан оарбахаб. И после этого Игикаля, юрты, он тогда не Игикал назывался, он Хаштейп, основной дух был Бугалгай. Все, я смотрел, спрашивал, у стариков спрашивал, главный Стейпа же, это Игикаля, Хабул Бамбуш, но тогда он не Игикал назывался, Потом 20 поколений прошло Элберда, у него 3 сына, вот, Эги, Хамхи, Тальгим, и даже 20 поколений, Элберт, это Оухуш, родственные связи жьются. Этот Элберт там ходил к ним постоянно, да. Но в то время у нас стоит забывать, что, во-первых, это времена еще до распространения в горной части, особенно ислама. Это времена Джахилии, Олцуна. Джахильш Волханю и Цухайна. Поэтому это время не сильно любят с точки зрения религии обсуждать, но с другой стороны, дек дольшмада история есть история, ее не изменишь. Если мы себя называем древним народом, то, извини меня, хочешь не хочешь, нам приходится признать, что когда-то, извините, мы поклонялись язычеству, тоже были язычниками. Ну, своеобразные халей, то есть я не говорю, там каменные там статуи стояли, но там стил, хэштег там и так далее, и тому подобное. Язычник Шибара, это историю. Просто гордиться единственное этим моментом не стоит, да. Гордиться этим вообще не стоит, но история есть история. И что Оша, перезагрузите язык, время заканчивается. Если что, если хочешь... Башлам, просто посоветуй мне просто что-нибудь именно про них, книжки, вообще по истории, пару книг. В директе, хорошо, я тебе скажу. В директе, хорошо? Хорошо, давай. Так.
Мы с ним разговаривали, и что аздоевер умятсони, аздоевер вармятсони, и галцевала. Что вот мальсаговерный гой, что молодец, пацан. У него нет вот этого. Ты на вопрос не ответил про 14 век. Повтори, Макар, я просто не заметил его ваша. Раз, два, три, четыре, пять. Başlam hinsa. Хвеца вист хуш вок анта мальсагу орсо низкетя. Некоторые говорят, что мальсагу пешху бухцуна хумма хаяхун. Меня еще ждут. Запрос хаячаны дистхерду. Все тут хотят тебя выслушать или вопросы задать, я не знаю. Но факт есть, что мальсагу пешху ваша. Я вот сейчас, если что-нибудь по этому поводу скажу, цурау ажиотаж палхербу, честно тебе сказать. Это снова я могу подсказать только одно. ДНК проект проверить, сказать, когда были общие предки, это будет все видно. По Мальсагову не все так однозначно. Должны знать, что Мальсагову есть и Нохчучуа, и Мальсагову есть, и Мальцагову есть через Ц. Поэтому очень много фамилий Мальсаговых я слышал в Чечне именно. В принципе, я и Аздоев тоже, Аздоеву слышал, здесь есть фамилии. В Чечне, Нохчи и больше. Если в 14 веке мы, Соборделаш, если мы оборонялись в горах сегодняшней Чечни, то получается сегодняшняя Ингушетия максимум после 14 века. 14 века Чечни прошли. Ну да. Алейкум салам. А что целого? Миллион вопросов. Да, Дугдаш, давайте договоримся сразу так. Яра Джамлай Ушун Хамхоев и сразу никаких я из милого Аллаха, никаких оскорблений, никакого мата, цаца, уездо, если есть вопросы, конкретно по вопросам задайте. И я, конечно, сам, пока мы будем говорить с Джамлаем, сформулировать Джамлай, я, кажется, вспомнил. Я сам сначала начну, смотри. Я знаю, что последнюю неделю обсуждают вот эту книгу, которую я подготовил и выпустил. Мне передали, что ты обсуждал эту книгу, не называй мои инициалы. Я у себя в эфире отмечал, что чеченский блогер, то есть не называя твой блог, и говорил, что чеченский блогер, и подписчики его обсуждали мою книгу. Чтобы ты сразу был в курсе, я читал тут комментарии, что якобы я лицемерю за твоей стороны, что ты Собордела, прежде чем ты продолжишь, меня слышно? Хорошо тебе? Шикарно слышно. Смотри, хорошо, я тебе объясню. Я не назвал твое имя, честно тебе скажу, потому что я не эту книгу обсуждал. Я видел материал про Зелимхана, который напечатали в социальных сетях. Я твою книгу не обсуждал. Потом мне сейчас, буквально вчера сказали, вчера или позавчера, когда ты сказал, что эта книга есть, мне сказали, ты читал ее? Я сказал, я ее не читал, чтобы ее обсуждать. А обсуждал я материал, в котором было написано о том, что Зелимхан Карачаевский, если это в твоей книге, значит это выдернуто из твоей книги, что Зелимхан Карачаевский был чрезмерно возвышен в историческом процессе просто из-за того, что пропиарили его сильно. Если это в твоей книге есть, значит это с твоей книги кто-то выложил.
Но я говорил об этом моменте, и я шел по улице, это еще неделю или две тому назад, и потому что я встретился, где начали обсуждать Зелимхана Карачаевского, то есть начали принижать Зелимхана Карачаевского, национального героя чеченского народа, и тем самым на этом фоне Зелимхана Карачаевского поднимали Сагапшинского, если я не ошибаюсь. Да, Сагапшинский, кажется, там обсуждали. Я тебе привезу эту книгу, на днях, я должен в Грозный приехать. Меня пригласил мой друг, который в Корчалое. Он просто хочет меня пригласить, и чтобы мы организовали встречу, а я свои вместе, чтобы посидели. Он очень знакомый, он с тобой постоянно переписывается, я среди подписчиков не буду говорить, кто он, я тебе потом скажу. Раз. По поводу книги. Книги, вот он. Тут ни одного моего мнения, кроме ведения, кроме предыстории, моего умозаключения, там, Зелимхан был такой-то, всякой-то, ничего нет. Тут исключительно которые я нашел с архива Северной Осетии, кое-какие документы взял из этой книги. Вот она книга. Выпустил архивная служба Чеченской Республики. Да, я знаю, у меня есть она. Вот. Некоторые документы, публикации я взял из этой книги, со ссылкой на эту книгу. По поводу... Дальше, по поводу моего высказывания, там, что Гожи Эжахубат, да, просто про меня столько гадостей. Да. Написать. Ты про тот комментарий, где ты в темноте вроде бы что-то говорил, да? Потом его скопировали по всем... Да. В Ютубе туда-сюда. Новости были ночи. Я даже номера могу дать, они тебе скажут свое мнение обо мне. Обсуждали эту тему тоже сегодня. По поводу Зелимхана Ишда. Теперь я не знаю, что в этом такого, что про Зелимхана собрал сборник документов и выпустил, если я не ошибаюсь. Потом про него... Что такого в том, что человек собрал документы, которые увидел в Осетии, ни одного плохого... Ну, Джамал, давай я тебе скажу вот так, смотри, я до тех пор, пока у меня нету твоей книги, пока я сам ее не увижу, не посмотрю, что там внутри, я не могу дать характеристику или аннотацию твоей книги. Снова же, я говорил о тех материалах, которые выложены. Ты прерываешься сильно. Нет, которые против меня. Вот блогеры, которые писали всякие вещи против меня, мне кажется, некрасиво. Ну, я еще раз говорю, я надеюсь, когда ты приедешь, ты одну из книг дашь мне, я ознакомлюсь с ней, я скажу по этой книге. Зависаешь ты или я зависаю? Не слышно? Это нехорошо. Надо перезагрузить, надо включить комментарии. Так. Его отношение к историческим исследованиям Базартанова. Дугдаш, я вас еще раз прошу, послушайте. Я знаю, что не слышно, мне тоже было не слышно. Меня слышно? Раз, два, три, его не слышно. Меня слышно? Угу. Смотрите, я еще раз вас прошу. Я всегда говорил и буду говорить. Для того, чтобы человеку задать вопросы, выслушайте его. Дайте человеку закончить. Если как он зайдет в оскорбление, мадиихум, будь хайклихила, ладух, послушайте, выслушайте аргументацию этого человека, что он хочет сказать. Поэтому собрих лишу, дукташу, нохчи, алейлеймата, тамши нахдушу. Сразу, вот вам что не покажи, сразу,
начинаете комментировать, не я вас просил, не оскорблять, ничего не делать. Подождите, дайте выслушать, я сделал... Поэтому подождите. Вот, хэшва царон. Смотри, Джамла, я тебе хочу что сказать. Если это сделал ты или кто-либо другой, я думаю, ты прекрасно должен понимать, снова же, оправдываться. Да и цадай гумадатига. Мне просто не, я тебе сказал, скрины, которые мне прислали, вот по этой газете, по этому черному видео, мне прислали, говорили, вот вроде бы человек нормально, адекватный был с тобой в эфире, что же так повлияло очень сильно, что он изменился. И что касается по книге, я книгу буквально вчера или позавчера мне сказали, что ты думаешь про книгу Зелимхана, я сказал, я с ней не знаком, чтобы ей дать оценку, но если там идет оскорбление или что-то такое, мы уже, если она основана на тех же материалах, которые там был, которые якобы там принижают чеченского там национального героя, своего поднимают, то само собой и отношение будет такое же. Цундера, а что касается, что ты, как и остальные другие, написал про Абрейка Зелимхана, ничего такого нету, что ты написал про Абрейка Зелимхана. Ничего, потому что, да, он наш исторический герой, да, это наш национальный герой, но он, как и его дочка говорила, провел фактически 11 месяцев, Элдар меня чувствуется, почти 11 месяцев он провел в одном селе, потом в Горной Ингушетии он провел. То есть есть эти моменты. Если эти все моменты есть, то и описать, конечно же, имеет право, и Галга описать имеет право, и другое мнение свое описать имеет право. Но мы, еще раз, я никогда не даю заранее какие-либо комментарии или что-либо оскорбления, я не делаю заранее. Потому что если я с человеком хочу поговорить, я позвоню, скажу, Джамлай, что за тема? Ты делал это, не делал это, дына целина. Не единственное отношение. Я хотел тебе задать вопрос другой. Когда ты же встречался с Аушем Русланом, встречался ты? Да. У тебя вроде даже фотка была. Скажи мне честно, если есть... Я его видел последний раз Вообще не стоит. в 2018 году. И это было до этих событий. Хэшуёсо, Джамаль, слышно меня? У тебя с интернетом... Я тебя слышу. Смотри. Если тогда, я-то спрашивать бесполезно. Я думал, ты сейчас недавно встречался, хотел спросить, он вообще говорил или не говорил по поводу этого, по поводу территории, вот эту тему обсуждали вы или нет? Но если ты в 18-м встречался, то я не думаю, что что-то обговаривался. Джамаль, тебя не слышно опять. У тебя телефон перезагрузи свой полностью, телефон. Не интернет, а телефон перезагрузи свой. Ты прерываешься, вообще не слышно тебя. Не слышно его вообще. Кто-нибудь другой может зайти, давайте проверим, у меня эта проблема или нет. Другой отправьте кто-нибудь, сумочек, зайдите в эфир, проверим, слышно у вас, не слышно у вас. Может быть, это у меня, я не знаю. Может, что-то с моим интернетом не так. Да вроде бы со всеми везде меня слышно. Я сейчас с Мальсаговым тоже делал интервью и... Раз, два, три, четыре, пять. Слышно меня? Раз, два, три, четыре, пять. Раз. И было бы неплохо, если бы вы или кто там дал бы голосовой 1, 2, 3, что-нибудь сказал, чтобы было понятно, что слышно.
Меня слышно. А вот а тот, кто запрос отправил, ее слышно, я хотел проверить. Или его. А, Б, В, что-нибудь скажите, я хотел проверить. Ее нет, понял. Тебя слышно, меня слышно. У нее загрузка стоит. Может, тебя слышно, ее нет. Выключи ее. Слышно даже, видно, Башлан. Кто там? Походу, случайно зашла, не знаю. Раз, два, три. Мусас. Принимай. Да я принимаю. Да, ба. Ассаламу Раз. алейкум. Ва алейкум салам. Салам Хайшу алейкум. все. Да, салам. Хайшу, дикайшу. Хайшу, дикуй. Тебя тоже вроде хорошо Дикайшу. слышно. Не знаю, почему. Башлам, А, халка чуя, Марса говорит, а, сам 10 верхом. удари. Более 50 ночей ты нахбу аж. Не-не-не, Ночи. он не про это спрашивал. Он... Не-не-не, я все понял, самый главный вопрос это ночи будет, царши, ночи будет, что не учится хлео, да? Ну да, этого я не сказал, да, я согласен, я понял. Из Понял. ночи больше не учится хлео, поэтому здесь, короче, ночи бы никак не могли уживаться. Ну это да, это... انت جملة اللي قيس على بروسا دلالة ارسون احدو именно сон инсочо связичи бакочо датсунга Ага. и юртюхса коки о шьюче 300 человек выслали из-за Зимахана туда-сюда бошло. Ну ладно, хорошо, выслали из-за... Ну, Цабалошена. По какой причине Цабалина через 1,5 года всех их вернули обратно? Угу. Есть ли об этом какие-либо документы, которые он искал? Есть и документы. Не, я не про это говорю. Он же говорит, что все на документальной основе. Ты хочешь, чтобы я у него спросил на документах, если по какой причине вернули? Понял? Да. Дигду, башла. Дигду, марш айл. Амин, береслил. Так, Джамлай. Джамлай. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Слушай, ты слышал вопрос этого? Вопрос тут уже пишет, что я соскочил, якобы, что у меня звука нету, чтобы не услышать. Да нет. Кто, не знаю, кто там написал, Багдадсон. Нет, потому что интернет лагает очень сильно. Им хабардар. Смотрите, умшана. Есть? Ага. Еще. Если вы будете писать какие-то неуместные комментарии, я отключу эти комментарии. Собарди, Аллах шук. Сажим собарди. Вот смотри, я покажу список. Это не моя книга. Это книга «Активная служба Чеченской Республики». Смотри. Вот видишь, вот список выселенных из Нельха. Посмотри, список переселения Нельх и сведения о их имущественном семейном положении, а также их судимости. Смотри. Вот. Ты не понял вопрос. Он не говорит, что не выслали. Он говорит, выслали. Почему их вернули, он говорит, быстро. Через год... В 1913 году вернули на родину.
Через сколько это получается? Это через 2 года. Через 2 года. А основания возвращения они говорили, потому что в основном там не давали возвращаться. И гумадарит сюда, Джамла. Так, 18 января 1914 год, список жителей, так, это не то. Тут жители Веденского района тоже выселяли из-за Делимхана, кстати. Ну, это еще, эта привычка была со времен, как говорится, Байсангура Биноевского. Там из Байсангура Биноевского со времени ичкерийцев тоже выселяли. Почему? На плоскостные территории заселяли, дабы их было проще управлять или, если что, наказать. Это ермоловская тактика. Сейчас, подожди, сейчас найду документ. Мгм. Просто не был готов. Не, он просто спросил. Я, честно, меня интересовало то, что интересовало. Я сказал уже по этому поводу. Мне... Просто я могу чуть позже, никаких проблем в этом нету. Хорошо, хорошо. Ты когда приезжаешь? Опять зависит. Да, завис. У тебя с интернетом вообще беда. Джамлай, у тебя вообще с интернетом беда. Прямо как у меня было. Отключи комментарий. Ну, к сожалению, у тебя с таким лагает. Проще переписываться, чем разговаривая там. Не слышно вообще. Так, хозующий крит, дикчей муж, собак, бацуш. По какой причине? Так, вопросы, конечно, Ингушетию надо это при... Ну ладно, спи. И кто мне запрос направил? Ага, Джамлай отправил запрос. Надо Джамлай. Алло, Джамлай. интернет отключает, поэтому перебои с интернетом бывают. Тут еще 2 вопроса тебе. Если ты узнать по поводу того, чтобы причины их высылки и возвращения так быстро из высылки, в чем и материал, если коря. Найду документ. Просто интересуются люди, снизу написали по Цундер. Но интернет жестко лагает у нас. Камеру не видят, не хотят ходить в магазин и покупать книги. Ну, это меня не удивляет, честно сказать. Ты когда приезжаешь? Я сейчас Тебя опять не слышно. Будущее. Эдошкин на Ошу, ты на следующей неделе приезжаешь? Да. Хорошо, надеюсь, ты дашь знать, когда Да, теперь слышно. Я в понедельник... Ты просто прерываешься время от времени. В понедельник буду в Грозном. Хорошо, дай знать, если что. Мекштой? Хорошо.
Одну книгу с тебя. Находишься? Одну книгу с тебя. Хорошо. Хэз, с тебя одну книгу, хорошо? Чтобы я Всё, ознакомился, чтобы... Все хорошо тогда. Просто читайте комментарии, что каждую неделю переобуваешься. И позже по поводу отношений к Чечне. Я читал комментарии по поводу Даудова Магомеда, спикера парламента, якобы, что меня приглашали, что он не приехал. Я это делегации. То есть теми людьми, кто пишет по эту тему. Тебя не слышно. А ты имеешь в виду приехать с кем? С Султыговым Сираждиновым или с кем? Никто не захотел. Я это объяснил Магомеду. Не-не, я с кем ты должен был приехать? А, все, понял. Вот на меня вышел спикер парламента чеченской Магомед Даудов. Он нас приглашает на прием, чтобы обсудить эту тему. Раз эта тема для вас. Я эту тему озвучил вот этим самым таким ярым нашим блогерам. Они сказали, 2 дня подумаем. На второй день они сказали, что мы не хотим туда ехать. Нет смысла туда ехать. Я озвучил это Магомеду, он сказал, что... Потом где-то, это было 15 сентября, обсуждали эту тему, подписали соглашение. Даудову, что хочу с ним встретиться, обсудили эту тему. Он меня принял, так как я очень сильно я с ним пообщался и попросил документы, на которые он набирает. Документы я получил, они у меня лежат, это карты. Даже возьмем не 34-й год, как говорят, 28-й год. Вот карта Ингушской автономной области. Вот этой территории в составе... Вот. Да, я знаю, да, у меня есть такая. Верно. Это карта 1928 года. У нас любят такие вещи, когда если у тебя не такое же мнение, как значит ты враг и предатель народа. Дальше, ну, почему? Ты... Хорошо, он Джамлайсов. Да. Я имею в виду, ну, у тебя может быть мнение, ты не обязательно должен быть сторонник чего-то. Приезжать сюда приезжал Муса Зурабов, приезжал Сираждин Султыгов, приезжал Буса Албагачига приезжал. Ну и что? Они что, тоже сторонники Чечни, что ли? Нет, люди хотят конструктивного диалога, хотят выяснить истину. А так тебе считать или меня считать, ну, это уже несерьезный подход вообще к вопросам. Теперь смотри. Смотри, тебе задают вопрос, Хазян, тебе задают вопрос, Джамлай. Джамлай, слышишь? Задают вопрос, как ты относишься к сказочным изысканиям Бузуртанова? Вот такой тебе вопрос задали. Я его не буду комментировать. Понятно. Ну, это твое право, конечно. Вот. Все, понял. Понял. Все. Теперь смотри, вот я беру книгу «Хроника истории ингушского народа». Она основана на документах, то есть автора с потолка никто не брал. Читаю. Июня 1989 год. На заседании Совета национальности первой сессии Верховного Совета СССР предложение вопрос о создании Ингушской АСР в составе РСФСР в границах 1934 года выступил народный депутат СССР Муса Дарсиев. Я думаю, больше что-то нет смысла. Это то, что касается границы. Далее. У меня еще документ. Ты хочешь завтра сделать выписку? Ты хочешь завтра сделать выписку из Ингушетии и прописаться в Чечне? Ну, просто я понимаю, что это твое мнение, но тебя не будут завтра за это проклинать. Все понял. Теперь смотри.
теперь я читаю справку, была подготовлена, насколько я знаю, комиссия Чеченской Республики. Читаю. Чеченская Республика, Великая Ингушетия в лице главы Республики. Ты прервался. Соборди. Прерваться, Дина. Жамай, Соборди. Ты остановился, перезайди сейчас по этим документам. Республики Народном собрании. Время от времени зависает. Чуть-чуть надо. Интересные вещи начал рассказывать Джамлай. Надо включить комментарии. Блин, это связь. Связь, конечно, желает лучшего. Так. Мозамбик, нет, ничего специального здесь. Джамай, вот как раз, когда ты взял эти документы по комиссии, да, сейчас зачитай его. Опять не слышно тебя. Вообще не слышно тебя, Джамай. Да, почему? Перезагрузить. 26. Связь, конечно, еще та. Да это не из-за комментариев, это у него связь такая. Другие же отправляют, и всех слышно, и нормально все. У него не отключай комменты. Да я не отключал бы комментарии, если бы... Одни говорят выключите, другой говорит оставьте. Вас не поймешь. Это у него, ну... Слышно меня? Да, теперь слышно. Читаю. Давай. 22 сентября 2018 года между главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и главой Республики Ингушетия Евкуром Юнусбеком Бамаргиреевичем заключено соглашение по установлению границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, которое 4 октября 2018 года утверждено парламентом Чеченской Республики и Народным собранием Республики Ингушетия соответствующими законами. Данное соглашение вступило в силу 16 октября 2018 года. Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 6 декабря 2018 года соглашение признано не противоречащим Конституции Российской Федерации и обязательным для исполнения территории Российской Федерации. Соглашению территория населенных пунктов Слепцовская, Троицкая, Карабулакская, состав Чеченской автономной республики, области, то есть до преобразования в 1934 году Чеченскую и Чечено-Ингушскую автономную область общей площадью 77 400 гектаров Ингушетии, исходя из цифр, составляющих территории. Поэтому Чеченская Республика не стала претендовать на эти земли. Дальше читаем. Из территории бывшей Ингушской автономной области в состав Чеченской Республики перешла территория 82 гектара. Исходя из территории Чеченской автономной области, существовавшей до 1934 года, ныне Чеченской Республики к Республике Ингушетия перешла с территории общая площадь 73 370 гектаров.
Ну, это официальные документы, которые, в принципе, кому-то могут нравиться, кому-то не нравятся. Меня же слышно тебе, да? Все. Джамал, слышно меня? Да, теперь по поводу территории. Я, походу, когда ты начинаешь говорить про территорию, сразу у тебя интернет лагает. Или у тебя жестко тебя кто-то там... Нет, это не из-за страницы, подожди, у него интернет лагает. كوري كوري والد سرعدية سيا والباع интернет ديكيات باتسجا. У нас связь глушат время. Тамаш, да теперь по поводу территории. Пригородный район Алейо, Кузмади. Масхан дицат из Новчица, Том Цибиш, вей Кольчуара, Кяхтша, Канич Бадервея. Ну, в том году Худцу, не такое вещь, чтобы не слушали. Это граница определить язык Худуса. Там не так будут определять. Не так, как им выше хотят. Ну да. Ты говоришь, Тамаш, что дочь? Мы что, алта? Бед себе есть, был бы, а потом Оли. Ну, Да. 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 Я всегда с документами работаю. Если там архивный шифр стоит, для меня этот документ каким бы он ни был. Вот эта вот справка, вот, которую мне дали, и под этой справкой мне дали копию всех справок, на которые ссылаются. Вот они. Угу. Вот ладно, это понятно, пока тебя еще не отключили. Скажи мне одно, доклад у тебя есть? И тебя опять я не его слышно? Я стал читать, он у меня есть. Ага, все, понятно. Есть у меня доклад. Угу. Понятно. Хорошо тогда, хорошо. Ну, честно сказать, Джамаль, ты слушай, Джамаль, ты почаще заходи в эфир, если что-то надо. Я тебе серьезно говорю, вот этих мат-элы, дадаш, садаш, вот этих проблем не будет. Люди, что захотят, у тебя спросят, люди, что захотят, у меня спросят. Потому что, когда есть вот год прошел, мы с тобой не общались, видишь, тебе донесли, будто бы я тебе по твоей книге сказал, а я твою книгу видать не видел и знать не знаю, что ты там написал. Я говорил о других вещах, но вопрос сейчас не об этом. Вопрос о том, что, видишь, мне скинули вот эту карикатуру, которую ты выложил, скинули вот этот про остальное, но надо вот, чтобы люди говорить могли, чтобы мы могли пообщаться между собой, друг друга, как говорится, чаще встречались, чаще обговаривали, чаще буду, но хотя бы месяц раз там зайди, посмотри, что я тоже поэтому надо общаться. Поскольку ты вполне адекватный человек, по крайней мере, выглядит все так. И у тебя опять ты завис, и мы тебя потеряли. Я тебя... Слышь меня-то хоть? Слышу, нормально. Все. Ну вот поэтому будет лучше, если бы почаще бы общались и узнавали, по крайней мере, по документам, по некоторым вещам. Хорошо?
А так, конечно, у тебя с интернетом полная лажа, у тебя вообще жестко глушит, и ты прерываешься очень сильно. С чем я тебя и поздравляю, у тебя точно столько прослушек стоит, что уже походу невозможно и проверить, не пройти, не проскакать. Я поздравляю с этим. Ты под конкретным колпаком. Нет, тебя не слышно. Ты прерываешься. Видно, как пальцем ты машешь, а больше не слышно. Поэтому, да. Центр ситуацию. Ладно. Он говорил по поводу... Сейчас я скажу. Алейкум салам. Короче, пока ты слышишь, лучше всех высказаться, а то это уже меня? прерываешься ты. Да, сейчас слышно. Пошла, можно включать интернет, поэтому со связью тут не очень хорошо. Бывает. Заметил. Там Хорошо, ты там в эфире оставайся сейчас, чтобы, если что, эфире ахла, чтобы хахтар гумде ашла, а то ты так, сейчас здесь люди... Мексли? Тут А то здесь... озвучу. Я еще раз говорю. Я просто прочитал все комментарии, которые были против меня написаны, и сразу я включил эфир и начал об этом говорить. Я это не хотел говорить. Понятно. Ладно. Понятно. По комментарию Джамлай ответил, он говорит, я зачитывал комментарий, который мне прислали, поэтому я отвечал на эфир. И у меня все понял. ДРСЛ, Джамлай, ДРСЛ. Он говорит, я отвечал на комментарии. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Сахази, хочу нормально. Хохаза нормально, хэшуко. Это с комментарием, что делаешь моя зи, отцел да, схманш. Вала, да, хаздачуна, зе, тем более, хашал, ну что на саг, кца аунда, моя зи, хашту, Ну, вот нормально. сейчас самое интересное, что он зашел, мало того зашел, он высказал свое мнение, он готов Да, встретиться. фитан, да, наоборот, юкуалол. Фитан, недопонимание, еще и разное, элтич, айсахти яшел. Ну да. А я хаве анол сагда, да, царду и вожды, башамуш моя зия. За то нахчего гушон вайн, вала, куариан цани, дицам дицуду цуца галги, цагалги, нахчи, куариан воуша галги, нахчи, بقى بيش ووشاتي وشليل شكوشن ده الحكم ده لا تشقق ده يعني ده شيء يعني تيوقع ده الحاري في تنشليل واشتغل Да, ما أنا عشان Янду да. إيش تقول بشرم ده رأسهم حي سن просто проблемец. Масал нахал дерес. أنا отключиться можно Отключите, да. Так, ну вот так как бы мы отключили, в принципе. Это. Алинс был Лил Сахуш. Ну, Лил Хош Сахуш. Брат, прими вопрос есть. Давай, задавай. Брат, Манису. Аллах, свечу, плечах, Аллах, изволит. Вот и закон, брат. Уздик, век, вовек. Так. Уздик, вовек. Сейчас не всех.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط دلوقتي الأيروس وعليكم السلام. والله بالله كلا تابو فاست يعني فاست شيء تقولون باشم كتو أصلا تقولون فيها كتو أيرو شو أكيد على الرد السلام عليكم يا وعليكم السلام. كتو ما العاشق فكان في اليوم في تاريخ وكذا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Sağ da aslanım hanım. ما ادري بشلون مو ادري شو يعني لا سؤال ورسه عائلة قصوق وإيش тебе проблем не будет боксом درق عشان قالك والله شيء منين قال إيش يوش شيء даже книги корейцы еще حالدو تيجي بس Это уже их внутреннее, это да, свой цель внутренней ситуации. Ну, видишь, высказать эти кешки. Ибраим, а вот как что, всех хотел, чтобы... Башлам, что в эфире я да, я нужно, я заходил так, нет, на прямой эфир. Да. Я, по-моему, если я не ошибаюсь, сукца Аллах, я так и не понял, что он говорит. Я да не он, да, я помню сейчас. Он говорил, что أعتقد أوخ عبرشي تيجي عبرش دين كأيزيري وش ما обсудить не гятера хатер день. Он тебе сказал, что даже там то, что туда, если там есть те, которых ты говоришь близко родственные, что вообще наш народ принимал только нашего народа, и тут ничего нету удивительно, что тига, а что тейп не что и аухе, а что он ауховец был. 50 тейп, до тига 50 тейп, почти что 40 тейп, и что эти ночь махвай был тига, беш, ну, имеется в виду тига, именно относящийся к этому вару. Цундер цуак бог, даже если принимали только своих бог, да, и они не считались чужими, и Аллах, и хаит бог, швариху. Я не понял. Смотри, объясню тебе. Вот, смотри, объясню. Каким образом ты сказал, ну, те люди, которые проживают на Востоке, в Аухе, близко родственные по составу с западными ингушами, допустим. Он тебе объясняет, что те тейпы, которых принимали туда и которые проживали там, они принимали только тех своих, то есть и там были принимали бахцу, и ничего такого там. Понял теперь? Он не имеет в виду, что принимались только своих, и Ибо Варцу. Петер? Ибо, смотри. Хорошо. Башлам, мы ясно директор насчет этих книг. Да, я зурился. Так, халат, антрониц, асир. Варц, ну, хаттер дуэлды, пока там еще есть вопросы. Почему سوتشوا الثاني وقعون لا تسكيسون أروى بيت باس وقعدون وقعد دو وقعد الساينس اللي وكمان شو عصاياك ورقم زور زوك شو صوت شو يسا شيست Который там в Крыму. شو يسرق لقيه سان خاص سون كروتش سم الله تقدر Башлам, хоккол факт шелшнях, когда Дауда все говорят, давайте разберем этот вопрос по полочкам, все разложим, хазмирно, хакайк, алмасот, ханакайк, сколько раз им приглашение отправляли, Масанаха, официально, неофициально, даже он там сам туда ездил по этим вопросам. Уж собой длился хулк, короче, от этого вопроса. Они за бугром, нас хают, то нас оскорбляют, но вопрос... Последний что, не? Интеллектуально, ложь вацер. Да, солнце. ولا دالمولا إسمش بإزر بوسيا دالمولا داس شمنيني والشخص غلقة بيستفور ساعة سبلات سبلاش تا يقاستل وشوق يقيم سال شيء ساعة أغويات سلات نو قاستل شوق سو دلا مش بوسا Там дик масла, нет, то ваше утятвел, чтобы мне
Не, я понял. Я знаю, о чем ты говоришь, это нормальная тема сегодняшних. Я единственное не понял, сейчас я хочу выйти с Ибраимом опять, чтобы Ибраим вышел в эфир, чтобы Цюнгвистхали. Так, мечтуй? Так, ага, давай, брат. Так, Ибраим, чечениш, запрос хаятам уша, чуаланца. Чечениш, YouTube, язынок, чуал еще школа, чуалам уша. Я что-то, походу, что-то я пропустил. Кузову его. Sobrdela, čerto, sobrdela sam. Ibrahim, mora vješvik. Ibrahim, mičavo. Ibrahim, čečeniš? Ничего, ну. Ибраим, братик, социально қиетве со вообще тяхца қия әлчуна. Ахет последний чувал әлчуна, хухилла тига. Я не понял, что там имеется в виду. Куда هم تغير هتشاف عضلاتي ناخي ما بر بودا برش توقفتي نزل تدعي إذا جاوزت على سيريتوف يوجد Milch, Heinz Deutsch deutschen Rezwart bara. Ham hu deutschen Rezwart. تقطع أثير أطلع تابي تجي أتمرني تقطع أنا أشتغل أطلع شوش بوش بوش شوش بو على تاس بس بوش بو Yalan söz. Kuyuyor. Leçki çağat kamel dineş muş bu. Kâle muş ar. Dost par etiran reyde oğutsa. İbrahim. Sen пешекшан лером кыларсы асарин арди. Ибраим, смотри, знаешь, в этом случае худу уештег. Хинс говорен, хун хуштолума, хун цаушилтерло. Это однозначно. Если есть вещи, которые ты знаешь, надо зайти и сказать, Азол, вот в этом месте, вот здесь вы лицемерите, вот здесь вы лицемерите. Хока, ашхарцу ясно. Или же скажите, что вы сейчас поменялось, что изменилось, что вы сегодня стали на другую сторону. Потому что ты хун, вот это, Ибраим, ты реально думаешь... Короче, أصلي نرولي. تنقعد بونا استوديو بتاعك شو أو تروح للتكنولوجيا. Да, сами тут. По какому вопросу, Юрий? Ладно, хорошо, Ибраим, я хочу, чтобы вы понимали, все здесь, он особенно, я хочу тебе сказать, и тебе, и всем остальным, что Духдаш, вы знаете, за эти 3 года я уже столько знаю, и когда многие люди думают, что они завуалированы красивыми никами и начинают писать какие-то слова, притворяются то арстхойцами, то чеченцами, то мелхистинцами, то ауховцами. Я через это все прошел. И лицемерие любого человека, наша цель какая? Выявить лицемеров, выявить тех болтунов, которые наговаривают на нас, показать всему миру, кто они есть, или сделать так, чтобы они, в конце концов, признали, что они неправы. Сун, Талештина, прекрасно, 100, 200, 300 стагмялов Аллах в эфире, что сидят люди, которые записывают меня и тех, кто выходит со мной в эфир, а потом выкладывают на тех же каналах разница.
которые записывают это, а потом выкладывают. Ас югат ахкау эфир чуа болчерга, Ибрави эфир чуа, через YouTube чуа болчерга дахает вашу. Если вы являетесь лицемером, дуальц энадо, чейн нохшик ам цадирша, ради чего-то, я его, я хитрит я, что чудахкин, что ашдала, остана дабашун, что мила шу нах я, что стаг я, что я божа я, те я, что я калма я, что мила я, что ворш дубахас. Хунд я, что борша ли хари, что борша ли хари, что чу дулат хар хумду, хар сорезу аста элдор. И милла вала, если вы думаете, что с вами заигрывает, или что если мы проявили слабость, что вора де дакхуалвайх, нагасан кирвел, я ювел, я подкупить вина цаундала. А сейчас да алба, Ибраим, царь просто, может быть, Ибраим немножко неправильно понял, если я веду себя в рамках дозволенного или этикета, это не потому, что мне нечего говорить. Валла, есть одни просто комментарии, которые прислали мне, которые один нарнийский ублюдок написал, не один, имеется в виду, а люди, которые написали, адвокаты, которые мне под этим постом Проклюсова сидят, пишут, борщ йотсом, шахи, нахо хашараха, уж шаш оскорблятия, шент энеш хуйки, ченш хуйки чхенаха, хош буб алдваш аласа яждо, тихум шисайчт ол юле лела, окчуат он бяшхена. As hins hayakin sun advokat schreiten, ich tund eleri, wish tibi hon hupaid vui bo saparti, was parti, wache, na borsha tie yoche. Aslında Sırrı Alman olmasa el eğreder, aslan nerede kendi video soru YouTube'da, izliyordu, sen şu aslan biraz da yoru. Sonsa istori yespat en noktu tayfan tuantu. Son ağları piyasası ve daha adıylar. Sovyet direkt tuau no me yuşede tu tanı lepten var ya Rusu YouTube tu elçin. Asnalni kendi video soru üstolsa. Sen şu aslan yazdı. استقيموا ده بصنع وفيها في العين هذا ده أسبوع صوبة وصفة درس خط تريحت ما دي لا إيه خجون تريحت يا فاس يا جودة أنا قاصر كوي توعد السلام عليكم وعليكم السلام видео ногти آمين. К сожалению, так, выжри, у меня заканчивается время, осталось 2 минуты. دال تاعي بركة يرمى سير تانا دنا تاعتين وجري شيجرش دايريس خيل دال سايوال إردو تعجبنا есть моменты, которые срывают просто-напросто. Но завтра мы по графику Хилма Езарет, иншаллах, она по этим работе сделаем, напишем. От вас я прошу только одно. Максимально подписывайте, приглашайте, оставляйте 1-2 комментария, лайкайте и приглашайте нам больше подписчиков. Ашун Дэрла, я вам обещаю, что скоро, иншаллах, будут очень хорошие материалы. Завтра продолжим. Сейчас у меня просто время заканчивается, поэтому на следующий по графику, да, урдува, да, ответьте черту, сонаховица вела, но сейчас время закончилось, и 3-й час, честно сказать, я дистхар душам, да, никто не забыт, ничто не забыто. Масан Дерес Хейл, с вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Будут вопросы, пишите в директ, обязательно, не отвеченными, не оставлю ни у кого. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.